межфракционной рабочей комиссии с февраля месяца для того, чтобы решить вопрос обманутых граждан Республики Саха-Якутия при застройке многоквартирных домов, индивидуального жилья. Мы решили при поддержке некоммерческой организации «Квадрат» и Союза дольщиков, вкладчиков, пайщиков Якутии создать постоянно действующую рабочую комиссию. В комиссии включены все партии, которые работают на уровне парламента нашей республики. Это Коммунистическая партия, Справедливая Россия, ЛДПР. В течение этих 4 месяцев проведена большая работа благодаря, опять же, я подчеркиваю, самих дольщиков, обманутых граждан. И в течение этих месяцев мы все вместе выявили 1800 обманутых граждан на уровне республики. Создана экспертная группа по защите прав дольщиков, куда вошли представители органов муниципальной, исполнительной, законодательной власти и общественники. Создана рабочая группа при мэрии города Якутска. Ну и самое важное достижение – это внесение предложений по созданию регионального фонда «Дом Якутия». По этому предложению Аргунов Павел Анатольевич, министр строительства Республики Саха-Якутия, высказался, что он будет создан при участии общественных организаций по защите прав дольщиков, которые войдут в совет фонда. Для контроля работы со стороны граждан, участников долевого строительства, фонд решит проблемы 600 граждан проблемных объектов до 2022 года. И что для создания будут предусмотрены примерно 1,5 миллиарда рублей, что тех, которые вошли в реестр обманутых граждан. Работа продолжается, и очень приятно сегодня приветствовать от имени Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» члена рабочей группы Султанова Шамиля Чегалиевича. Так, прибыл, для того, чтобы помочь нашей работе. Завтра 2, юриста прибудут. Предстоит большая работа по каждому объекту. В работе наше, заседание рабочее принимает участие Афанасьев Сахамин Миланович, секретарь партии, регионального отделения партии Всероссийской политической партии «Единая Россия» по Республике Саха-Якутия. Ну и я бы обязательно представила сегодня наших инициаторов всех, дел, которые вот в течение 4 месяцев мы провели. Это руководитель НКО «Квадрат» Романов Сергей Павлович, юристы Калитин Роман Романович и Макаров Николай Николаевич. Это те товарищи, которые у нас работали на уровне рабочей комиссии при Якубовском. Это руководитель рабочей комиссии при Государственной Думе Российской Федерации. Ну и представлять я не буду, у нас у всех таблички есть, да? Так, приглашенных за столом сидят именно люди, которые в действии, в работе. Ну и, конечно же, я обязательно должна представить Глушкова Сергея Юрьевича. Это общественное движение «Общероссийский народный фронт». Они примкнули к нашей работе. Надеемся, мы дальше сработаемся. Так, Шамиль Чегалиевич, мы в конце, наверное, вам дадим слово, да, чтобы послушать или вначале поприветствовать? Давайте. Шамиль Чегалиевич, пожалуйста. Да, Елена Христофоровна, спасибо за теплые слова. Собственно, рад быть здесь, рад передать вам приветственные слова от руководителя рабочей группы
Президиума Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Якубовского Александра Владимировича. Мы с момента, когда Александр Владимирович эту группу рабочую возглавил, ведем усиленно, большую и, я могу сказать, плодотворную работу по защите прав граждан, которые пострадали, да, у нас при участии в строительстве многоквартирных домов, да, долевом. И мы довольно часто ездим, вот у меня порядка там больше 10 регионов с начала года только я, да, соответственно, посетил. И вместе с Александром Владимировичем и отдельно. И вот я просто хотел отметить, что у вас с этой точки зрения очень позитивная динамика в регионе. У вас хорошая такая рабочая обстановка, у вас все вот партии политические за столом здесь сидят, у вас общественные организации есть, у вас большой пласт работы проделан. Я вот сегодня был в общественной приемной по актуализации реально той картины, которая реально существует в республике. То есть это очень важно, да, как говорится, нельзя победить демонов, не назвав их имя, его имя вслух. То есть также нельзя решить проблему, если не знать ее масштаба. И вот то, что люди из общественники делают, соответственно, как бы это большой труд, и республика этим выгодно отличается от других регионов. Вот, поэтому большое спасибо за приглашение. Вот, и я надеюсь, что самое главное, чтобы у нас позитивный итог был скорейшее решение проблем тех людей, которые без жилья остались. Я думаю, что это наша основная задача. Вот, спасибо. Спасибо, Шамиль Чигалиевич. Слово сейчас предоставляем Афанасию Сахарину Милановичу, секретарю партии «Единая Россия». Уважаемая Елена Христофоровна, участники круглого стола, Шамиль Чигалиевич, добрый день. Очень отрадно, что здесь за этим круглым столом собрались неравнодушные люди, чтобы решить ту проблему, которая до сих пор остается нерешенным во многих субъектах Российской Федерации и, к сожалению, в Республике Саха-Якутия. Напоминаю, что при поддержке главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева на базе региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева функционирует аналитический центр сбора, обработки и передачи информации для введения в базу данных обращения пострадавших граждан от недобросовестных или мошеннических действий застройщиков. Айсен Сергеевич отмечает, что в решении проблемы долгостроев регионам, то есть Республики Саха-Якутия, не справится без поддержки федеральной власти. И внес предложение о включении Якутии в пилотный проект по решению вопросов обманутых дольщиков. Благодаря поддержке лидеров инициативных групп дольщиков были созданы НКО «Квадрат» и Союз дольщиков, вкладчиков, пайщиков Якутии для защиты прав обманутых граждан. Благодаря вот активной деятельности наших общественников, вот они находятся все здесь в зале, социальная напряженность, которая витала в обществе, она была накалена до предела, все-таки снизилась, и нам удалось с помощью общественников работу повести в конструктивном русле. Я благодарен «Справедливой России», Коммунистической партии Российской Федерации, которые тоже включились в эту работу и начали активно сотрудничать в нашей общей деятельности. У нас в программе ИАС всего 1788 обращений по категориям обманутые дольщики, обманутые ИЖС, обманутые гаражные боксы, обманутые инвест-участники проектов строительства собственников жилья. Всего 893 обращения. Это наши сограждане, это наши жители. Когда персонально начинаешь ознакомливаться с делом каждого вот обманутого гражданина, начинаешь удивляться. Это, оказывается, сосед, знакомый человек, которого ты практически знаешь. Якутск – маленький город, республика маленькая, и поэтому проблема очень серьезная. И наша задача вот круглого стола – помочь выработке механизмов. Нам нужны механизмы, и вот у нас как раз, чтобы помочь по механизмам, которые мы выработаем,
перенести на федеральный уровень, находится Шамиль Чагалиевич, уполномоченный от рабочей группы от Якубовского Александра Владимировича. И наши предложения, конечно, получат поддержку федерального уровня. Поэтому хотелось бы выразить слова благодарности всем участникам круглого стола и призываю к конструктивному диалогу с конкретными предложениями. Они будут зафиксированы. По итогам, наверное, сделаем протокол и будем уже выходить на федеральную площадку для решения проблем наших сограждан. Спасибо. Спасибо, Сахалин Миланович. Ну, давайте сейчас приступим к докладам, информации по самостроям. Значит, выступит начальник управления градостроительства Унарова Динара Михайловна. Пожалуйста. Уварова. Так, всем здравствуйте. Сейчас у нас на территории городского округа город Якутск по данным 10 объектам, которые у нас представлены сегодня на повестке дня, фактически больше 20 объектов как таковых. Некоторые из них идут по несколько корпусов. Все эти объекты у нас строятся без выданных разрешений на строительство. В основном без земельного участка, который выделен под строительство многоквартирных жилых домов. Данный земельный участок является где-то самозахватом, где-то они выделены под индивидуальное жилищное строительство, фактически там построены многоквартирные жилые дома. Граддокументация по этим земельным участкам также не соответствует. Сейчас у нас по каждому объекту ситуация индивидуальная, то есть где-то есть земельный участок, но он не соответствует. Но в основной своей массе это те объекты, которые не прошли процедуру выдачи разрешений на строительство, соответственно, они не имеют проектно-сметной документации, которая прошла бы государственную экспертизу или негосударственную экспертизу. Не проходила у нас стройнадзора по данным объектам. То есть у органа местного самоуправления нет никаких подтверждающих документов, что данные объекты являются безопасными для жилья. В связи с этим по каждому объекту у нас мы ищем пути решения, понимаем, что есть очень много обманутых дольщиков и людей, которые внесли туда свои средства. По каждому объекту работаем индивидуально, в том числе с участием и стройнадзора, и прокуратуры города. Но сейчас, к сожалению, с учетом наших полномочий, каких-то конкретных выходов, решений в рамках правового поля данных проблем у нас нету. По тем объектам, которые у нас есть, у которых есть земельные участки, они имеют проектно-сметную документацию, экспертизу, как Короленко 25. У нас сейчас, допустим, по данному объекту на завершающей стадии застройщик подал заявление на разрешение на строительство, и сейчас будем планомерно идти к вводу объекта в эксплуатацию. По остальным объектам у нас как таковой идет ступор, то есть никаких конкретных правовых оснований, чтобы вводить эти объекты в эксплуатацию и для дальнейшего оформления права собственности, мы сейчас не видим. Вот как раз с этой целью мы сегодня собрались. Хотелось бы выработать какой-то механизм для решения данной проблемы, в том числе обязательно с участием федерального уровня. Ну, орган местного самоуправления очень желает, чтобы все жильцы получили свои законные квартиры, за которые они несли определенные средства, которые они эксплуатируют и живут в этих объектах. Так что, наверное, с нашей стороны будет всяческая поддержка, но если будет выработан какой-то определенный механизм, который нам позволит и даст какие-то полномочия для решения данной проблемы. Я просто хотел сказать, вот и Динара Михайловна говорит, и до этого звучало, что нам нужна поддержка федерального центра и так далее. Вот есть позиция такая Александра Владимировича, да, я ее тоже транслирую, пожалуй, я думаю, он не будет против, по поводу того, что помогают тем, у кого спина мокрая. Ну, соответственно, когда все механизмы на региональном уровне исчерпаны, тогда федеральный центр, да, он должен подключаться. Но мы не должны забывать о том, что президент Российской Федерации четко сказал, что ответственность за решение проблем обманутых дольщиков и граждан пострадавших, в том числе, которые в самостроях купили, в том числе по другим, скажем так, правовым документам, она лежит на региональных властях. И самоустраняться здесь нельзя.
Вот это, ну, это должна быть как бы такая позиция, вот, ну, и она должно быть понимание этого. Я просто, ну, вот, я все на каждом совещании слушаю, что не очень понятно. У нас все говорят, у нас, да, там нет разрешения, там самозахват, там еще что-то. Ребят, простите, пожалуйста, мы построили ну, выше 2-го этажа дом. А где были органы строительного надзора? Куда прокуратура, почему в прокуратуру не обращались? Или обращались, а почему никто, ну где-то должны быть какие-то концы. Давайте по каждому конкретному объекту разбираться. Почему вовремя по нему не отреагировали? Ну, то есть, как бы, соответственно, если не отреагировали вовремя, значит, это ответственность на властях, на, там, условно, на городских должна лежать. И неважно, поменялись они, не поменялись. У нас власть, она одна, она не, ну, от персоналии, от того, что у нас фигура градоначальника меняется, она, ну, не происходит, ответственность не снимается с института, так сказать, власти. Поэтому вот даже, да, сейчас вы говорите, ну, вроде там сколько-то объектов, ну, там, здесь чуть больше, чуть меньше. За каждым объектом человеческая судьба, семьи, ну, мы должны знать конкретное число объектов, по каждому видеть, что делается. Вот, поэтому мне кажется, что, наверное, все-таки я такую нотку, ложку дегтя немножко привнесу в дискуссию. Но чтобы она была плодотворной, мы должны, наверное, быть предельно честными друг с другом. Спасибо. Так, может, еще у кого есть вопросы к Динарии Михайловне? Да, все нормально. Ага, ну давайте. Ага. Информация юриста ООО «Строймонтаж-2002». Членов Юрий Владимирович, пожалуйста. Здравствуйте. Я являюсь представителем «Строймонтажа-2002», строительной организации, строящей на территории Республики Якутия. Хотелось бы рассказать о ситуации, сложившейся застройкой объектов на сегодняшний день. Сегодня, на данный момент, на территории республики мы строим 4 жилых дома многоквартирных. Из них один дом находится на территории города Мирного, 197-квартирный жилой дом. Там порядка 137 дольщиков. 3 дома на территории города Якутска. Это 389 квартир по улице 50 лет Октября, 79 квартир по улице Воинская и Калец-Халтуре дом 142-квартирный. На данный момент в городе Мирном дом с 5 июня будет проверка стройнадзора назначена. У нас сегодня был приказ. Она будет длиться до 28 числа. На 20 июня мы планируем завершить все работы. Сейчас работы ведутся по благоустройству, озеленению территории, доделываются работы по фасаду. Что касается дома по 50 лет Октября, там работы также ведутся. До 15 числа мы должны податься на итоговую проверку. Об этом в курсе и стройнадзор, и постоянно ведутся работы с этим, и с Министерством строительства, и с администрацией города. Вот. И планируем в июле месяце сдать дом уже окончательно. Что касается 79-квартирного дома по улице Воинской, он планируется сдаться на сентябрь-октябрь этого года. Там максимальная готовность этого дома, там осталось благоустройство сделать, витражи доделать, и в принципе все, там очень большая готовность этого дома. Что касается 142-квартирного жилого дома, там необходимый затрат порядка 160 миллионов планируется. Вот объекты мы планируем на конец этого года, декабрь, максимально стараемся. Сейчас начались работы по монолиту, каменные работы, отделочные работы сейчас начнутся. Собственно, вот, были и есть проблемы финансового хозяйства, но они решаются. Сейчас нашим предприятием, у него во владении имеется порядка 500 миллионов нежилых и жилых помещений, которые планируется выставить на продажу, но они уже продаются. Вот эти средства, которые будут оттуда получены, они будут потрачены на достройку данных домов. Вот, спасибо. У вас трудности с оплатой возникают? У вас, да? Что именно, оплата чего? Ну, мне просто, я-то слышал, что у вас трудности, что с администрацией с вами не всегда и вовремя рассчитывается, что тоже к таким сложностям и приводит. Ну, были ситуации, допустим, к примеру, был 2014 год, в нашем городе, сейчас дом называется Пояркова, 20, он не был достроен, были обманутые дольщики, он не мог достроиться порядка 8 лет.
И администрация города попросила нас помочь достроить этот дом. Собственных средств было туда потрачено порядка 65 миллионов, ну, около 70 миллионов. Дом был сдан, в итоге там сейчас живут люди, но с предприятием нашим никак не было. Там, то есть у нас были договоренности по земельному участку в дальнейшем, там, по помощи, но в итоге никакой помощи не было. Потом мы в 2015 году, когда была программа переселения из ветхого жилья, мы вводили 2 дома по улице Воинской, опять же, там 140-квартирный дом, и по улице Три Сосны, тоже жилой комплекс. И там была речь о том, что при отдаче всех квартир по этой программе мы будем получать порядка 3000 рублей за метр квадратный на техпресс. То есть, но этого не было. То есть там порядка 38 миллионов было затрачено предприятием. Там тоже никак. Ну, просто у нас сейчас есть и судебные дела, из ГУП ЖКХ у нас задолженность есть. Там порядка 47 миллионов. Но я просто предлагаю, ну, смотрите, здесь же история, это же палка о 2 концах, мы же должны и порядочный бизнес мы должны поддерживать. Понятно, что есть люди, ну, мошенники, да, условно, которые чаще всего становятся причиной появления обманутых людей. Но если мы как бы должны порядочных людей поддерживать, поэтому я вам предлагаю все-таки это изложить в письменном виде, а мы как бы с помощью парламентского контроля с федерального центра постараемся прокуратуре республиканской задать вопросы, чтобы она дала правовую оценку действиям муниципальных властей. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Компании «Новая Якутия» Нагайсева Анатолий Евгеньевич. Спасибо, уже нажали. Куда входят аффилированные юридические и физические лица. Не секрет, что в Российской Федерации строительство ведется не только юридическими лицами, но так получилось, что иногда и физическое лицо является застройщиком. Хотя это не отвечает федеральному закону 124-му. Но по факту такое бывает. Допустим, ситуация такая типичная, когда договор аренды земельного участка оформляется на физическое лицо, и физическое лицо начинает строительство, в том числе и многоквартирного жилого, не многоэтажного дома, но, допустим, 3-4 этажа. Мы столкнулись с такой ситуацией, что изначально строительство по предварительной договоренности с руководством города, с администрацией, скажу так, с 2012 года была предварительная договоренность об облагороживании определенного квартала. Речь идет о 100-м квартале, об улице Красильникова. Там было построено 6 домов, один из которых введен в эксплуатацию, значит, еще одно административное здание также введено, а 4 дома сейчас не введены в эксплуатацию по разным причинам. Вот хотелось бы обратить внимание, может, это типичные такие типовые вопросы. Достигнув договоренности какого плана была? Пожалуйста, проведите озеленение, благоустройство микрорайона, расчистка болота, снос старых гаражей. То есть были проведены определенный объем работ за свой счет застройщиком. Взамен застройщик не требовал никаких гарантий соблюдения. Естественно, это было как деловое партнерство. Начали получать разрешение на строительство объекта. Первого получили. Начали строить этот объект, была государственная экспертиза, проектной документации. Параллельно начали строить дальнейшие дома, поскольку речь идет о бюджетном жилье, о жилье, как его сейчас называют, стандартного класса. Раньше был термин экономического класса, сегодня речь идет о стандартном жилье. Средняя стоимость квадратного метра, которого хочу пояснить, около 30-35 тысяч рублей за квадратный метр. В настоящий момент мы считаем, что сложилась ситуация, может быть, и искусственная в какой-то мере, когда стоимость квадратного метра вот в нашем регионе мы видим далеко за 50 тысяч рублей, превышает, может быть, и 80-85 тысяч рублей. И наши граждане, жители города Якутска, республики не могут за счет собственных средств, естественно, позволить себе приобрести такое жилье. Поэтому посыл был такой: пожалуйста, постройте жилье экономического стандартного класса, которое было бы доступно для жителей. Застройщик это и начал делать. Значит, и столкнулся с какой проблемой. Сначала документы оформлялись, со стороны администрации было понимание ситуации. На какой-то стадии
документы приостановлено было оформлять. И, значит, к примеру, если регламентом предусмотрено до 90 дней согласования проектной документации, ну, скажем, внесение изменений в межевание территории, в проекты планировки территорий, то мы столкнулись с тем, что на протяжении 3 лет мы не могли решить вопрос о внесении изменений в проект планировки, проект межевания территорий. Это, повторяю, еще время идет с 2015, 2014, 2016 года. Значит, естественно, у нас пошли судебные тяжбы. И на данный момент администрация заняла такую позицию, предъявила иски на все строения о сносе, признав самовольными строениями, сносе этих объектов. Практически по 4 объектам были предъявлены администрации иски. В удовлетворении этих исков было отказано. Были проведены как внесудебные, так и судебные экспертизы, которыми было установлено, что здания, построенные в соответствии с нормами, соответствуют безопасности для проживания постоянного граждан. Так получилось, что, естественно, построив жилье, необходимость в котором была нужна, потребность была, жителей к нам приходили, и до оформления акта ввода в эксплуатацию жителям были переданы квартиры, и на сегодняшний день практически все дома заселены на 80-85%. Жители живут в этих домах вот уже более, наверное, 3 лет. Хотелось бы также сказать о том, что положительные сдвиги, о чем было справедливо вами замечено, на местах все-таки есть. С приходом новой администрации мы впервые провели общий стол, на котором глава города, собрав жильцов и собрав застройщиков, провела совещание и сказала, что возможно найти пути решения данного вопроса, чем мы сейчас и занимаемся. У нас идут рассмотрения исков в судебном порядке, признаем право собственности на жилье, и сейчас мы вплотную работаем с правовым отделом. Ну, решено провести еще ряд экспертиз для того, чтобы государственных экспертиз, как значит, было волеизъявление администрации, мы, естественно, пойдем навстречу, сделаем все для того, чтобы узаконить данные строения, и для того, чтобы, повторюсь или скажу о том, что эти строения все подключены к системам коммуникации, проведены газ, вода, электроснабжение, то есть они функционируют в полном объеме. И мы ни одного жильца не бросили, предоставили возможность жильцам приобретать жилье в рассрочку. Многие жители, проживая, не заплатили всей суммы 30%, 50%. Значит, мы ни одного жильца не бросили, и ни один жилец, в принципе, не обратился с заявлением, как обманутый вкладчик, обманутый дольщик, потому что мы ведем с ними разъяснительную работу, представляем их интересы и сделаем все для того, чтобы строения были до конца введены в эксплуатацию и сданы. Это вся информация. Вот такая ситуация. Спасибо, Анатолий Евгеньевич. Ну, вопросы потом зададим. Ага. С информацией выступит юрист ООО «Товары Саха Якутмедстром» Черноволюк Марина Захаровна. Здравствуйте, участники круглого стола. Я представляю, значит, интересы застройщика ООО «Товары Саха Якутмедспрома». Слава богу, что у товаров Саха Якутмедспрома, как у застройщика, нету обманутых дольщиков. Но данная строительная фирма сама находится в обманутых, как мы считаем, да. Значит, я расскажу немножко суть, как бы тут есть лица и прокуратура, которые знают, значит, и мы не раз тоже встречаемся в судебных заседаниях. Значит, в 2013 году было соглашение о совместном переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Значит, этой фирме было предложено со стороны окружной администрации расселить оставшихся, значит, собственников барачного типа одноэтажных домов по Лермонтово. Что было сделано? Товары Саха Якутмедспрома выкупили у собственников в соответствии с законом, только можно выкупать у собственников, то есть фирма-застройщика может. Остальное, если есть жилье по соцнайму, то это, естественно, обязанность администрации расселить, значит, данных граждан. Значит, соглашение это было исполнено, значит, в 2013 году. Далее, в 2014 году было соглашение о намерениях, то есть,
Значит, во-первых, это было расселение в 2013 году связано с тем, что необходимо было возвести, значит, социальный объект, это школа номер 35. Они тоже все, многие знают и читали, и что только не читали. Читали и достоверную информацию, и также недостоверную. На сегодня данная школа построена, а всегда говорили о том, что именно она не строится из-за того, что вот именно этот застройщик мешает. Это абсолютно не соответствует действительности. Вот соглашением о намерениях от 3 сентября 2014 года, значит, достигнутым между окружной администрацией и подписанным уполномоченным на то лицо, это первый заместитель главы подписал, значит, было соглашение о намерениях по мене земельных участков, то есть под строительство школы необходима была часть земельных участков, которая принадлежит и до сих пор принадлежит, и согласно сведениям ЕГРП, это единственное у нас подтверждение права собственности, земельный участок 10 соток принадлежит товарам, но на нем построена школа. 35-я. Что будем делать со школой? Ее надо сносить или что? Как должен собственник пользоваться своим земельным участком? То есть я хочу сказать, что с 2014 года окружная администрация не выполнила и устранилась, а потом из-за вмешательств прокуратуры все-таки не исполнила свои обязательства по передаче земельных участков. Но, тем не менее, выдвигались требования, значит, от начальника ДЖО о том, что вы должны снести как собственник, значит, квартир, находящихся по Лермонтова 75, 77 и 71. Вы должны снести эти дома, иначе, значит, земельные участки будут, значит, изъяты для муниципальных нужд. Застройщик все это выполнил. Он снес, естественно, начал строительство, потому что были договоренности, была куча протоколов. И если кому-то необходимо это, я могу их передать. Вот как бы вот гостю, который у нас из Москвы все-таки занимается этим, да. Вот протокол у нас есть от 2013 года, 14 января. Здесь присутствовал сам глава Николаев. Протокол совещания рабочей группы, да, где было сказано, значит, все-таки вот для того, чтобы школу построить, проработать вариант возможности уменьшения отведенного участка для посадки жилого многоквартирного дома с учетом посадки школы на 275 мест. То есть на 2013 год уже получается так, что, извините меня, значит, все было уже согласовано о том, что посадка дома должна быть именно там, где собственником квартиры является застройщик данный. Но вы понимаете, что на момент, когда все-таки выкупа этих квартир, мы узнали гораздо позже, что администрация, во-первых, издает одно распоряжение о передаче сама себе же в оперативное пользование бессрочно на 11 месяцев. Как вы думаете, почему на 11 месяцев? Да потому что данные распоряжения и передачи не могут быть зарегистрированы в соответствии с федеральным законом о госрегистрации. Оно бы не прошло экспертизу и не было бы зарегистрировано, потому что оно меньше, то есть нет оснований, потому что уже обременение, потому что мы собственники нежилых, вернее, жилых квартир. И в соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса, в силу закона жилищного, уже возникает право на земельный участок. Но администрация чудесным образом оформила право на земельный участок на себя. Марина Есть, Захаровна, да. я извиняюсь, мы все-таки, я понимаю, что вы юрист очень хороший, с точки зрения того, что мы просто не на судебных прениях сейчас, Да. поэтому нам достаточно просто кратко и емко. Я, насколько знаю, у вас решение суда о том, чтобы признать, есть, да? Ну, чтобы у вас, грубо говоря, суд уже на вашей стороне оказался или нет? Не совсем. Мы сейчас оспариваем право на земельный участок. Вот на Короленко 25, правильно? Нет, это Короленко, а это не Короленко. Вы про другое, да, Да, говорите? да, да, Все, я да. понял. Это- Я просто хотел узнать вот по Короленко еще, мне просто Нет. интересно. По Короленко, как бы, да, действительно было 2 мировых соглашения у нас. А вот суть-то, почему решение суда-то не исполняется? Почему не исполняется? Исполняется. Ну, то есть все, сейчас вопрос закрыт. Конечно, да, почти закрыт, да, почти закрыт. Почти закрыт, Почти да? закрыт, Всё, да. хорошо. Да. Нет, Вот. я А по-другому- поэтому, ну, то, что вы рассказываете, я думаю, что нужно, опять же, просто в доступной более-менее форме, в письменном виде, это в виде обращения. Потому что, ну, мы опять же говорим о том, что поддержка бизнеса, с учетом того, что у нас есть нацпроект «Жилье и городская среда» Да. с очень амбициозными целями и задачами, поставленными первым лицом, мы его должны тоже понимать, как его Естественно. реализовывать. Поэтому Потому что- реализовывать его будет бизнес, не чиновники пойдут строить.
А будут Конечно, строить потому бизнес, что поэтому мы всё- вас тоже должны поддержать, У безусловно. нас на местах, видимо, забывают, что есть еще федеральный закон, вообще-то, о содействии жилищного строительства. Так вот, я считаю, что наш объект, который построен был в 2013 году, значит, который, естественно, пройдет экспертизу, то и будет подтверждено, что он соответствует всем градостроительным нормам, что нет нарушений и он безопасен. Естественно, мы должны же как-то сдвинуться с этой... Так нельзя, потому что были соглашения, которые не исполнены именно местными властями. Но это же невозможно, чтобы такой дом с такими затратами вдруг был снесен или Смотрите, что-то. проблема ясна. Вы как путь решения видите? Чем помочь можно? Чем, Я вот что вы- думаю, что данный объект должен быть достроен, и он может быть именно, в частности, вот мы все знаем, что Семир, да, значит, вот, который вообще действительно очень много людей обманула и никогда не достроит, или Черопика. То есть вот даже есть письменное заявление от директора ООО «Товары Сахаюкутмеспрома», потому что и вот и депутату такое письмо мы посылали, вот Евгению Романовичу, еще на прошлом заседании, когда приезжал сюда Морозов Александр Михайлович, представитель тоже комитета Госдумы, значит, о том, что мы готовы достроить именно эти объекты, потому что там уже банкроты, там уже никогда никто ничего не собирается делать, и никакой застройщик здесь, в городе Якутске, не собирается. А мы согласны. И вот этот объект наш, который практически построен, но надо его, конечно, естественно, чтобы к нам все-таки нас поддержали уже на федеральном уровне, то, естественно, мы его достроим. И вот это готовые, именно готовые дома, именно и даже по размеру соответствуют, потому что они не такие большие, они не строились для какого-то элитного жилья. Вот зачем объект, предположим, чтобы он умер или снести, какой бред, когда он почти готовый, и, естественно, это решение именно обманутых дольщиков, которых никто никогда не сможет уже достроить. Вот в этом смысле я считаю, что должны нас поддержать. Мы со своей стороны все пройдем. И проекты, и экспертизы, и еще что-то надо, мы будем все это устранять. Вот у нас есть представитель вот ГАСом, как бы тоже знает этот объект. Но вот у нас такая вот просьба, как бы мы можем все письменно изложить, хотя мы как бы это самое излагали и документы все-таки дать. Вот у нас нету обманутых дольщиков, но мы готовы помочь, наоборот, в решении. Часовская Наталья Гаврилина, управление Госстроительнадзора. Действительно, этот объект у нас самовольный, без разрешительных документов. Земельный участок не оформлен. Так? На сегодняшний день в чем причина? Согласно федеральному закону 2014 мы включаем в реестр пострадавших граждан, да, по определенным критериям. К сожалению, только те, которые по договорам долевого участия, прошедшим регистрацию. И, естественно, выпадают вот те объекты, которые и самовольно построены, да, и ЖСК и так далее, которые не были именно в рамках 214 заключены и зарегистрированы. На сегодняшний день действительно градостроительное законодательство, оно и меняется, и не позволяет на сегодняшний день применить их на деле, например, узаконить объект. Поэтому пока на федеральном уровне не будут приняты, либо раскрыты критерии признания граждан, да, пострадавшим от недобросовестных действий застройщиков, чтобы включить туда вот таких граждан, либо какой-то выработать специальный режим применения градостроительного законодательства именно в целях решения проблем конкретных. И при этом, значит, получается, на сегодняшний день для того, чтобы узаконить, нужно нарушать действующее законодательство. Понимаете? Но есть и соглашением сторон, которые все заинтересованы, да, цель одна, соглашение тогда применить, ну, говорю, специальный режим применения градостроительного законодательства. Ну, вот такой только выход. Иначе у нас, ну, никак. Да, я только хочу отметить, что вот сейчас законопроекты, которые внесены, уже первое чтение прошли, они будут приняты, я думаю, что максимально оперативно. Там как раз-таки мы все-таки уходим уже от вот этого 560-го, от вот этого ведомственного, по сути, постановления и приказа, да, который, во-первых, скажем так, санкции за его неисполнение это было, ну, не было, по сути, никакой. Сейчас это будет уже закон, и будет обязанность субъекта вносить сведения о таких объектах в единую информационную систему жилищного строительства. Вот. И я думаю, что и критерии там тоже будут пересмотрены, потому что вы правильно говорите, что есть те объекты, которые мы фактически понимаем, что они проблемные,
но в реестр они не попадают. Просто позиция наша, как рабочей группы, позиция рабочей группы при Государственной Думе, при партии «Единая Россия», о том, что мы говорим, что для нас пострадавшие граждане – это не только граждане с ДДУ, да, условно, а все граждане, которые не всегда даже свои, а часто заемные средства вложили и оказались, собственно, без жилья и без денег. Вот, и мы должны все-таки по ним, по всем. Поэтому я вижу, что у вас эта работа ведется, что этот реестр, который у вас внутренний, он же у вас есть, где все эти дома, я так понимаю, у вас тоже есть. Как орган контроля мы ведем реестры в соответствии с критериями по приказу Минстроя. Хорошо, смотрите, а вот те объекты, которые, допустим, вот сейчас там собирают информацию, вот там общественная организация условно, да, и у них там огромное количество информации и огромное количество по каждому объекту, там в папках разложено, я все не смотрел, это прям большая действительно работа. Причем работа, которая сделана общественной организацией. Но ее же можно с точки зрения взять и вам, как надзорному органу, просто проанализировать. Потому что потом, если может оказаться так, что про какие-то ситуации вы и не знаете, например. Нет, почему все эти списки у нас есть, нами проанализированы. Да, и вот как я раз поэтому те спрашиваю. объекты, которые на сегодняшний день для того, чтобы узаконить, нужно нарушать законодательство действующее. Понимаете? В том-то и дело. Мы все здесь и контрольные органы. Я не должна подвигать людей на нарушение законодательства. Есть прокуратура, которая тоже отслеживает за соблюдение законодательства. Но без принятия таких мер невозможно решить проблемы. Понимаете? Невозможно. Понимаю. То же самое. Смотрите, мало того, что понимаю, я считаю, что чудес не бывает. Инициатива, она должна быть снизу. И мы сегодня разговаривали с Еленой Христофоровной по поводу тех вопросов, которые у них в работе сейчас возникают, о том, что, на наш взгляд, вполне будет возможно проработать эти законодательные инициативы и от высшего законодательного органа республики эти инициативы внести в Государственную Думу, для того, чтобы там мы были рассмотрели. Точно так же ведомство может подготовить, можете нам направить. Соответственно, мы с Николаем Петровичем Николаевым на площадке его комитета можно будет это рассмотреть и, возможно, подкорректировать. Потому что, есть проблемы, которые действительно нужно решать, вы правильно говорите. И здесь это не поддержка федерального центра, это просто решение тех пробелов, устранения каких-то в законодательстве, которые сейчас мешают восстановить, соответственно, права граждан. Это правильно, мне кажется, будет. Поэтому, если у вас есть, вы готовы эту позицию изложить, давайте, мы тоже открыты. То есть, мне кажется, это будет здорово, на пользу всем. Все, да? Спасибо, Владимира Захаровна. Слово сейчас председателю НКО «Квадрат» Романову Сергею Павловичу. Добрый день, коллеги. Много приятного сегодня услышали, и позиция Государственной Думы, я думаю, понятна всем. Но также и отмечены действительно минусы нашей совместной работы. Самый главный минус, и никто об этом не говорит, необходимо освободиться. Я часто слышу термин от властей: мы не комментируем действия предыдущей власти. Это мэрия этим страдает. Не конкретно вы, Дина Михайловна, но тем не менее это часто я слышу. Вот если мы все вместе, и Министерство строительства, в том числе, освободимся в первую очередь от этого, от необходимости, если не комментировать, то за ту власть, за тот период власти отвечать, тогда бы у нас исчезли такие проблемы, как проблемы многих застройщиков, которых потом, я слышу на совещаниях, мы-то изнутри ситуацию знаем, как правило, у нас другой уровень общения. И мы считаем, Николай Николаевич подтвердит, это наш финансовый, так сказать, НКО директор, проблемы создавала периодично с 2009 года сама власть. Вот это точно. Слава Богу, мы сейчас все вместе, то есть я не ищу виноватых, идем вперед. Даже прокуратура за последний год очень много позитивного делает. И дай Бог дальше идти. На сегодня у нас, мы же говорим о самостроях, четкая линия проведена. Те, которые считаются самостроями, представители сегодня высказались, это основные
те объекты, которые, если мы решим, останутся только те самостроек. Мы завтра будем обижать эти все самострои. Это уже из области прокуратуры и их работы конкретно. То есть тут даже НКО скажет, да, надо разбираться, надо там садить, надо сносить. Поэтому я скажу спасибо всем за совместную работу. Приезд Шамиля Чигалиевича, он вообще так позитивно. Сегодня у меня сеть взрывается, все дольщики довольны, что наблюдают, что да, будет очередной этап решения вопросов. Кратко, потому что выводы мы сделаем, я надеюсь, потом, перед отъездом, да, соберемся, когда мы все обследуем совместно. Завтра мы должны собраться еще. Да, и если можно, Николай Николаевич, у нас есть предложение от НКО. Хотелось бы, чтобы услышать их Пожалуйста, два. Николай Николаевич. Одно касается город наверху, второе вот наше финансовое. Ну да, то есть на самом деле эту ситуацию, там есть две проблемы решения. Вот законодательно мы все говорили сейчас, да, прошлое и будущее, кстати говоря. Но и есть финансовая часть решения проблемы. Я, кстати говоря, вот до сих пор не вижу, может быть, конечно, мой проект является каким-то утопическим, честно говоря, но я не вижу, что нельзя было создать фонд и наполнить его деньгами, обременив программу аварийного ветхого жилья. Почему нельзя сделать? Нет, подождите, мы сейчас законопроект внесен. Регионы получают право создавать некоммерческие организации в виде фондов помощи дольщикам, которые основные проблемы были у региональных властей, даже когда у них бюджет и позволял какие-то средства. Мы же знаем, часто есть дома, которые там на достройку, они там в готовности там 95%, там на достройку надо там 10 миллионов условно, да, и эти деньги есть либо у муниципалитета, либо у области, там, у края или у республики. И всегда был риск нецелевки. Ну, потому что как бы нельзя было просто взять деньги и сказать, мы делаем доброе дело. Потому что за это доброе дело, это как раз то, о чем Наталья Гавриловна говорила, да, можно через дорога к доброму делу приведет тебя условно в СИЗО потом. Вот, и будет просто свою там судьбу человек разрушит. Поэтому как бы это такой был выбор, так себе еще. Вот, поэтому сейчас регионы получат право и смогут наполнять. И наполнять они смогут и региональными средствами, и средствами из федерального бюджета. И там есть перечень еще имущества, которое может передаваться в собственность таких фондов, то есть это земельные участки и так далее, за счет чего, собственно, как бы этот фонд сможет привлекать для достройки проблемных объектов сторонние организации подрядные, которые будут эти работы выполнять. Это важное решение, это очень важный механизм дается в руки именно региональной власти, которая раньше говорила, да нет, мы бы рады, но не можем. Теперь мы, можно сказать, вы рады и вы делаете, то есть потому что механизм есть. И фонд это есть. Единственное, что фонд будет создаваться на 100% участие региона. Там нет, он не на базе каких-то там только регион участвует. Все. Неважно как, лишь бы он был, в общем-то говоря, и наполнялся деньгами, которые могли бы решить какие-то проблемы. Но и позиция руководителя республики, она более чем позитивная. И недаром и с Виталием Леонтьевичем встречался, и Александр Владимирович 11 числа будет с Виталием Леонтьевичем, с Мутко, профильным вице-премьером встречаться. И вопросы как раз правоприменительной практики, необходимых изменений, они тоже там будут обсуждаться на их личной встрече. И, собственно, глава республики Саха, как раз-таки, одни из вопросов, которые обсуждались, это тоже именно те вопросы были по поводу механизмов и по поводу возможности привлечения средств из федерального бюджета. Ну, хорошо. Но тогда все эти возможности, которые существуют у республиканской, например, власти нашей, скорее всего, нужно реализовывать, как, например, один из вариантов, просто то, что мы говорили сейчас, наверху реализовать новый город, как он называется, на горе город. Там земля федеральная. Мы сегодня тоже об этом разговаривали, и секретарь эту идею поддержал. Вопрос заключается в другом. Я Сергею Павловичу говорил, что любая идея нуждается в упаковке. То есть пока это неосязаемо, это очень трудно что-то с этим сделать. Это должна быть презентация, должна быть какая-то упаковка, должен быть какой-то продукт,
которые можно будет показать и сказать, что вот мы готовы решить проблемы такого-то количества граждан таким-то путем, для этого нам нужно то, 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 то. Пока просто то, что вы рассказываете, это именно утопия воспринимается только из-за того, что мы просто, это какое-то прожектерство с точки зрения, где-то есть земля эфемерно, да, вот будет здорово построить город. Давайте план конкретно, давайте и, собственно, у вас министр профильный, по сути, поддерживает это. Никто же не против. Ну хорошо, тогда понятно. Ну и здесь я хотел бы на юридической стороне вопроса. Тут же на самом-то деле, я не знаю, это рассматривается или нет, вот такие пресечь вот эти вещи-то. Может быть, я, конечно, говорю элементарные вещи для вас, но тем не менее, насколько мы знаем, не существует у нас ни дольщиков, ни маленьких, ни больших, ни американских, ни немецких, ни японских. Почему-то на местном уровне муниципальном, в котором, кстати говоря, я могу сказать, что мы все время спорим, то есть как на НКО, в общем-то говоря, не принимаются, я не знаю, это то ли с точки зрения уже, я не особенно большой юрист, федеральное законодательство, но почему-то вот для того, чтобы строить даже маленькие дома в Америке, счета аккумулируются на прокуратуру местную. Любое строительство, ИЖС, какое угодно. То есть жесточайший контроль. Мы понимаем, что накажется жесточайший контроль, но тем не менее этот контроль позволяет защитить права человека конституционно на жилье. Мы же, когда встречаемся с уголовным делом, например, мы же не смотрим до этого уголовного кодекса, нарушая правила, не нарушая, но целая система работает. Давайте смотреть правде в глаза. С начала 7-го созыва по поручению Владимира Владимировича Путина была реформа в долевом строительстве была проведена настолько масштабная, что сейчас, по сути, Россия на какой-то момент являлась, по сути, до 1 июля 2019 года, еще продолжает являться страной, одной из немногих в мире, в которой нефинансовые организации имеют право привлекать средства граждан. Хотите привлекать средства граждан, пускай вас регулирует ЦБ. То же самое было в свое время на рынке страховых компаний, когда там по 12, по 15 тысяч компаний резко на рынке появилось, когда туда пришел регулятор и просто промониторил их, там осталось сразу условно меньше 1000. Вот в строительном рынке люди, не привлекая средства граждан, мы сами понимаем, что с ними происходило, с этими, соответственно, деньгами. Я думаю, что Иргиз Николаевич лучше, чем я, может рассказать. Что с ним происходило с точки зрения опыта. Поэтому я думаю, что в ИЖС это тоже придет. Сейчас мы столкнулись с проблемой, с тем, что в долевку отрегулировали, люди уходят в финансовые накопительные кооперативы, еще какие-то схемы мошеннические, то есть там договора займа до сих пор живут, и процветают. Нежилые помещения. То есть у нас теперь застройщик говорит, мы не будем, зачем нам уходить попадать под эти жесткие критерии по допуску к строительству жилья, когда мы можем строить нежилые апартаменты, так называемые. Они, может быть, здесь у вас это еще не очень там актуально, а весь центр уже все, мы строим апартаменты, мы не строим жилье. И, соответственно, ни отчислений никаких, а потом эти люди, они точно так же страдают, точно так же остаются без жилья. И поэтому сейчас тоже по ним пласт законопроектов готовится, который будет... Я думаю, что и до ИЖС мы дойдем, потому что в том числе мы сегодня по ИЖС конкретно с Еленой Христофоровной разговаривали по поводу того, что нужно просто в центральных регионах, понятно, и такой проблемы может просто настолько ярко, она не выражена, как, допустим, здесь у вас. У вас здесь просторы позволяют ИЖС застраивать, соответственно, и проблема это видна. Поэтому и важна эта обратная связь, о которой мы уже не первый раз ее упоминаем, что понимать, что какие проблемы у вас на месте возникают. Это вы правильно говорите, что ИЖС, это та сфера, которая еще не отрегулирована. У меня все. Все, да? Николай Николаевич. Слово предоставим представителю мэрии города Якутска, представителю Думы, городской думы Васильеву Денису Андреевичу, заместителю председателя постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре города Якутска. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сразу внесу небольшую поправку, что я здесь в двух ипостасях. Я еще являюсь представителем партии «Справедливая Россия», то есть я и как заместитель председателя постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре, и, соответственно, как представитель партии «Справедливая Россия», что в принципе подтверждает то, что действительно к решению этих проблем привлекаются все политические партии.
Что касается позиции Якутской городской думы, которая сейчас, в принципе, уполномочен заявить, что, естественно, наша организация полностью и целиком поддерживает, соответственно, права обманутых дольщиков. Мы знаем о том, что это очень большая проблема, ее необходимо решать, но, к сожалению, сейчас, скажем так, до Якутской городской думы эта проблема не совсем дошла, потому что она решается немножечко на другом уровне. В том плане, что это связано с профильными министерствами, и это связано с выделением земельных участков в администрации города. Что касается и непосредственно Якутской городской думы, мы, во-первых, предусмотрели в бюджете определенные суммы для решения, в том числе, проблемы обманутых дольщиков. Ну и самое главное, мы готовы всегда к сотрудничеству, если это связано с изменением зоны землепользования. Давайте, соответственно, с удовольствием рассмотрим, так сказать, только будем за в этом плане. Сейчас, скажем так, до нас еще непосредственно документы не дошли. А так мы целиком, полностью поддерживаем, понимаем остроту проблемы. Спасибо. Хорошо, спасибо. Ага. Ну, с мэрией города Якутска у нас в комиссии рабочей Гоголев Василий Васильевич. Это заместитель мэра города Якутска, который ответственный же по вопросам строительства, так ведь? Поэтому, может быть, Денис Андреевич, вы не в курсе тех вопросов, которые мы пытаемся на своем уровне решить. Да, нет, ну, я представляю больше представительную власть, и, соответственно, здесь-то больше прерогатива исполнительной власти, то есть городской администрации. И поэтому вот я и говорю, что все, что от нас зависит, все документы, которые к нам направляются и являются нашими полномочиями, мы Спасибо, максимально Денис Андреевич. оперативно решаем. Мы вас завтра на 5 часов приглашаем на заседание с участием Шамиля Щегалиевича и юристов. Наталья Николаевна, вам слово. Представитель партии ЛДПР. В свою очередь поддерживаем такие общественные организации, как НКО «Квадрат», которая очень многое сделала для дольщиков, и также поддерживаем Елену Христофоровну, которая участвует плодотворно в этом. Наша позиция такова. Мы считаем, что администрация не должна препятствовать тому, чтобы оформлялись какие-то документы, по возможности сделать это прозрачным достаточно. И я так считаю, что регион должен начинать с себя, а не на федеральном уровне. И как можно быстрее оформлять документы, убыстрить все это, на местах все решать. Достаточно будет продуктивно вестись работа, если будет работать аппарат администрации. Мы так считаем. Мы готовы помогать и оказывать содействие, в свою очередь. Да. Добрый день, уважаемые товарищи, наши обманутые дольщики, граждане. Да, мы вот последний год, скажем, 18-й год водили хороводы с нашими дольщиками, сколько у нас было заседаний, сколько у нас было митингов. Поэтому вот сформировали мы «Квадрат», чтобы целенаправленно он занимался уже этими вопросами. И сейчас мы оставляем, значит, нашу проблему. От нее не отошел. И вот как депутат я внес, значит, в ГОС наше собрание ЛТУМН предложение о том, чтобы внести поправки в наш закон о обманутых дольщиках, который, в принципе, и решает вот эти проблемы, которые сейчас стоят. Практически вот тот контингент, который сегодня мы не можем внести в реестр, но на региональном уровне мы можем внести. Вот с февраля месяца закон у нас пока лежит, нам отказывают, ну, пока мы не имеем большинства. Я вот пользуюсь случаем, чтобы все-таки вот коллеги, которые здесь находятся от фракции, поддержали его в том плане, что
вот будем говорить, каждый месяц у нас меняется ситуация, да? Я внес эти поправки, чтобы вот эти вот перечень всех дольщиков вошел. Второе, что, естественно, расширяется перечень и расширяется, значит, требования тому, чтобы были внесены, значит, корректировки в бюджет. И следующее, это значит гарантия всем дольщикам, если он оплатил 100% получения жилья, потому что у нас существует вот этот момент, что какую-то субсидию дают. В зависимости от того, где он находится. Вот как было сказано, дольщик у нас есть дольщик, да? Почему? Если он привязан к этому дому, значит, он может... А если у него была двойная продажа, у него даже, допустим, администрация города Якутска взяла эту квартиру, да, а он не получил, и мы уходим в сторону и говорим о том, что, значит, мы ему дадим такую субсидию, которую 7 лет назад он оплатил, снимая где-то жилье, может, даже ипотеку платит, а потом он остается без квартиры. Проблема остается. Поэтому я внес в эти поправки. Поэтому здесь прошу поддержать этот закон. Вот я частично его раздам, на сегодня принес. Вот. И вот, пользуясь случаем в фон этого, я хотел бы задать вопрос Анатолию Евгеньевичу. Вот здесь. Анатолий Евгеньевич, вот у вас прозвучало, что вы имеете вот это жилье, стандарт класса эконом, да, по цене 30-35 тысяч за квадратный метр. Вот на сегодняшний день у меня стоит вопрос такой. Вот у нас есть 50 миллионов, которые мы выделяем вот по двойным продажам и так далее. Да? Я всех прошу, вот правительство прошу, уже отложили опять постановление о том, чтобы предоставили им жилье. Вот на эти деньги можно в этим 40 дольщикам, вот с учетом того, что у вас вот если у вас найдется этот запас, на сегодня, во-первых, что мы с одной стороны решаем вопрос по дольщикам, а второе, мы со стороны республики сейчас натурально инициируем перед правительством то, чтобы вас узаконили, вот в ваших правах мы это делаем. С двух сторон подойдем, вы предлагаете вот этот вариант, что у вас есть такой, они как раз там, у нас женщины по 80 лет, 30 квадратов, там вот так вот, да, ну, говорится, пожить спокойно. Мы не решаем вопрос, понимаете, уже 2 года прошу, мы добились этих денег, но теперь я говорю, да мы вам дадим субсидию, но не дадим жилье, да? Где они потом? Если мы с вами сейчас вот будем на контакте, и мы подойдем, и мы решим вопрос, действительно, узаконим вас, вот как вы говорите, соглашением, да, всех сторон, сегодня, вот прям буквально в течение месяца, если мы, вот, прокуратура, мы, значит, как вот у нас же опять же было, звучало предложение, что на уровне рабочей комиссии, когда прокуратура существует, значит, другие представители органов юстиции, если мы растаскиваем все обязательства перед собой, говорится, и гарантии, тогда мы можем принять. Вот буквально по этому дому, потом уже нас догонит закон. Это же было произнесено Натальей Гавриловной. То есть это вопрос мы можем решить. И я предлагаю сейчас вот на уровень круглого стола сразу протокол внести, и мы могли бы сегодня же, говорится, вот на этих днях и решить проблему вот с этими дольщиками, нашими женщинами. Вот ходили они вот с клюками, вот помнишь, да, Сергей Павлович, как бы с ними ходили по всем министерствам. Спасибо. Второй шаг сделать. Спасибо. Да, спасибо. Так. Извините, пожалуйста, и мне кажется, на этот вопрос или на эту реплику следует ответ с моей стороны ответить. Я хотел бы обратить внимание на то, что со своей стороны мы обратились в администрацию с предложением предоставить администрации либо в временный какие-то, в аварийный фонд, либо на усмотрение администрации до 10 квартир. То есть у нас есть помещения не проданные, мы готовы рассматривать любые предложения. С этими предложениями мы обратились в администрацию. Соответственно, очень актуальное предложение с вашей стороны. Спасибо, мы готовы к любому сотрудничеству в этой области для того, чтобы предоставить квартиру. Так, уважаемые значит, представители партий, у нас, значит, мы работаем с февраля все вместе, и мы должны на уровне нашей площадки общей решать эти вопросы. Сейчас я слово предоставляю Сергею Юрьевичу Лужкову, как со стороны Общественного народного фронта вот эти вопросы. Здравствуйте. Ага. Вообще, как бы на сегодняшний день я пришел выслушать данную проблему с вашей стороны. С своей стороны мы ведем мониторинг, контроль за исполнением власти. Также работу граждан мы принимаем. От себя хотел бы добавить, конечно, проблемы есть у нас. Я также являюсь и представителем застройщика. Также столкнулись с такой же ситуацией, так как уперлись мы в законодательство
в связи с чем у нас нет обманутых дольщиков, но есть проблемы, которые по ходу дела решаются. Так, ну, в общем, все заявления, которые мы собрали за эти месяцы, это тот объем работы, который мы должны все вместе работать. И Общероссийский народный фронт тоже. Да, мы Вы, полноценно тоже пожалуйста, присоединяемся к вашей работе и будем включитесь совместно в с вами работу работать. нашей рабочей комиссии. Иван Иванович, пожалуйста. Иван Иванович Данилов, народный депутат парламента республики, он очень хорошо знает эту проблему. Может, какие предложения, Иван Спасибо, Иванович? Елена Христофоровна. Ну, и тут мы обсуждаем механизмы, да, как бы, я думаю, уже механизмы примерно уже наработаны, скорее всего, да, Евгений Андреевич? Какие механизмы? Я думаю, вот на базе тех объектов, вот недостроенных, да, скорее всего, пойдет опорная точка на эти объекты, да. Мы, как депутаты с республиканского бюджета, конечно, мы, скорее всего, в июне уже пойдут изменения, дополнения в бюджет. И, Дмитрий Александрович, я думаю, в этом направлении у нас в этом году 150 миллионов. Скорее всего, нужно будет увеличивать эту сумму, чтобы и Шамиль Чигайлевич сказал, что сейчас изменения на законодательном уровне, федеральном уровне пойдут. Будет создан фонд, это облегчит освоение этих средств. Через фонд пойдут, если деньги пойдут через фонд, это уже более-менее простая схема для финансирования. Ну, я думаю, вот этот повод, то, что мы здесь собрались по этой тематике, это хороший повод. Конечно, негатива очень много, но этот негатив нужно будет, я думаю, его преобразовать в созидательный в этот мир. То, что вот Николай Николаевич сказал, может быть, на горе построим, да, нам целый город, да, но это тоже повод, хороший повод для застройки. А на самом деле есть у нас, вот мэрия города Якутска сейчас ищет варианты застройки 17-го квартала. Вот он фонд, может быть, этот, опираясь на этот фонд, давайте было по 17-му кварталу обсудим возможные, да, это один момент. Второй момент, вот это, я вот хочу примеры, например, городу посоветовать, пример города Москвы, да, посмотрите. Собянин пришел в 2010 году, он начал с чего? Он все приостановил. Он приостановил на 50 миллиардов долларов все инвестиционные проекты, которые были получены, в которых было уже подписано разрешение на строительство. Они проанализировали, они в течение 3 лет делали анализ, они градостроительную политику полностью поменяли города Москвы. И на основе этого вы сейчас через 8 лет посмотрите, как Москва во что превратилась. Он восстановил градостроительно-земельную комиссию. И таких споров не было. Земля отдельно, архитектура отдельно, ГАСН отдельно. Но это что такое? Такого вообще не должно быть. Шамиль Чигайлевич, конечно, он возмущен. Как они без разрешения на строительство строились? Уму непостижимо. А потому что у нас все ведомства, все структуры вот в розницу работают. Переформатируйтесь, пожалуйста. И чтобы вот ГАСН сидел здесь, и он уже в курсе был, где какие объекты строятся. И тогда никакого федерального закона не нужно. Контроль будет за всеми объектами. И таких обманщиков больше не будет. Это повод, хороший повод переформатироваться власти, местной власти, управленческой, организационно переформатироваться. Но на самом деле это старое, забыто старое. Градостроительная комиссия всегда была, градостроительно-земельная комиссия. Я свои объекты всегда проходил, через комиссии проходил. Где были все, земельщики, ресурсники, ГАСН, все структуры были. И на основании этого подписывалось разрешение на строительство. Благоустройство было полностью. Это хороший повод. Ну и как депутат, я думаю, мы депутаты «Единой России», тут и Евгений... Все депутаты. Конечно, все депутаты, фракции. да, все фракции. Я думаю, мы поработаем, чтобы из бюджета выделить для обманутых дольщиков побольше денег. Спасибо. И предписание прокуратуры здесь есть, и все есть здесь. Так же? Так, ну сейчас слово народному депутату Семенову Дмитрию Александровичу. Добрый день, уважаемые Фракция «Единая участники круглого стола, уважаемый Шамиль Чигайлевич. Спасибо, что вы приехали. Вы приехали не просто так, а вы уже информированы. Вы знаете наши объекты проблемные.
Я, знаете, что хочу остановить? Вот у нас сегодня конкретно круглый стол по поводу 10 объектов, которые имеют адреса, которые имеют тут застройщиков и самовольная постройка. Тут у нас есть и жилые дома, и гаражи. Я тут хочу, поддерживая то, что мы сейчас в общих чертах все высказали, что мы должны помочь обманутым дольщикам, мы должны бороться с обманщиками, там уже на законодательном уровне. Я хочу отметить, что Илтумен, наш представитель Елена Христофоровна, она очень активная ее позиция, уже подняла этот вопрос, наш вопрос уже на федеральный уровень. И мы сейчас точно знаем, сколько у нас обманутых дольщиков, сколько у нас обманутых пайщиков, кооператоров. Это одни разные вещи. У нас на 6 мая 139 человек зарегистрированы как обманутые дольщики. Вот по тем, по которым республиканская власть, бюджет помогает сейчас этим 139 человекам. А у нас там больше 1000 человек, там обманутые по всем разным этим направлениям. Я тут хочу остановиться по нашим 10 объектам. Наталья Гавриловна, я еще раз хочу выяснить, насколько это самовольные постройки сейчас соответствуют безопасности, там красная черта, безопасность вообще по пожарной безопасности, по аварийности. Могут ли люди там сейчас жить? Прямо сейчас я хочу услышать от вас ответ. По 10 объектам, которые у нас есть в списке. В отсутствии проекта, в отсутствии экспертизы проектной документации на сегодняшний день дать такую оценку невозможно. Может дать только специализированная организация, имеющая соответствующие допуски на проведение именно таких работ. Только такая организация может на сегодняшний день дать. Поскольку при строительстве никто не контролировал, никто не знает, какие были примененные материалы, какой прочности был бетон, на сегодняшний он достигли, вообще отвечали ли требованиям. Поэтому на сегодняшний день без проведения экспертизы, обследования невозможно дать точный ответ, Спасибо. Безопасно или нет. Тогда Динара Михайловна, сейчас вы говорите, уже идет работа по этим объектам. Мы сейчас уже, я говорю мы, это значит, власть городская уже начинает работать по экспертизе данных объектов. Кому-то мы можем дать разрешение принять там какое-то мировое, можем принять, положительное заключение. Там же есть объекты, которые, кажется, имеют, что они, земельных участков нет, но они строятся все равно по проекту. Работа такая у вас конкретная, по каким объектам сейчас вы можете дать, по тем 10 объектам, которые у нас на листах есть. И по тем застройщикам, которые здесь находятся. Да, сейчас договора экспертизы у нас заключены только на объекты, которые у нас в ГСПК «Маяк 21 век». Это Можайского, 7 корпусов, с 1 по 7. Ожидаем мы где-то в конце мая, где-то в начале июня получим, и уже по результатам этой экспертизы будем принимать решение, безопасны эти объекты или нет. Будем мы помогать им в оформлении или решении их проблем в этом плане. Если экспертиза даст заключение о том, что там небезопасно и нельзя переводить на жилые, то это сделано точно не будет. Мнение такое, что я сейчас высказываю свою мысль, то, что если возможно, что объект самовольно построенный отвечает требованиям безопасности, то власть должна уже идти в помощь легализации данных объектов. Мы должны, и Илтумен, уважаемые коллеги, мы тоже должны об этом думать, а не просто популистически говорить, мы дадим денег, вы там где-то построите. Начинают говорить, что дайте нам денег, мы где-то построим. Это тоже еще один способ заработать денег на бедах. Мы об этом, я думаю, мы не должны идти на поводу таких мыслей. Мы сейчас должны работать по конкретным адресам, по конкретным людям. Потому что мы людей знаем, объекты знаем. Тогда мы уже будем точно знать сумму, которую нужно выделить, из федерального бюджета выделять, с регионального бюджета. Тем более республика у нас, мы 1,5 миллиарда вообще предусмотрели именно на эти мероприятия, а 150 миллионов на этот год.
Поэтому вот мы уже должны вот по плану графику, но в этой связи вот уже город Якутск, где наибольшее количество вот этих самовольных построек, должен активно работать по как раз по этим объектам. А Ил-Тюмень, я думаю, никто из наших депутатов в стороне стоять не будет, потому что Елена Христофоровна, как вот партия «Единая Россия», как вот приемная Медведя, нашего председателя Дмитрия Анатольевича, вот очень активно работает, вот Квадрат это поддерживает, поэтому я думаю, вот мы то, что собрались уже в продвижении, поэтому, Шамиль Чагилевич, то, что вы знаете, то, что у нас вот, у кооператива у нас же проблема. Вот мы уже на федеральном уровне этот закон уже лазейку закрыть. Сейчас вот эти обманщики от строительной отрасли уже ушли туда. Они сейчас начинают людей кидать вот в той лазейке, когда кооперативы, где мы не можем вот остановить их. Ну, вот поэтому вот этот ком такой, как сказать, надо останавливать уже сейчас. Мы, как Ил-Тюмень регион, можем уже вносить туда свои инициативы законодательные. Вкратце так. Спасибо. Спасибо. Лена Христофоровна, можно Дмитрий добавить, да? Александрович. Я добавлю Ага. чуть-чуть. И, конечно, нужно просвещать людей. Мы умеем только людей там, люди сами дураки, а потом говорим, сами купили, сами рисковали. Так нельзя говорить. Тут же все участники этого процесса. Просвещать нужно, что при покупке там разрешения на строительство, земельный участок, это надо как-то людям объяснять и вообще вот на телевидении, может быть, вот эти все моменты просвещать. Тем более сейчас законодательство изменилось, там через банки, эскроу счета, это тоже нам нужно будет просвещение. Спасибо, Иван Иванович. Самый активный депутат городской думы, который рядом с нами, Андрей Владимирович, вам слово. Всем добрый день, участники круглого стола. Значит, совсем недавно был создан союз дольщиков, пайщиков, вкладчиков Республики Саха-Якутия. Цель союза – объединить всех и консолидировать всех обманутых людей, пострадавших от рук недобросовестных застройщиков. Конечно же, наша работа заключается в том, чтобы, во-первых, понять, то есть какое количество пострадало в реальности. Сейчас эта работа проводится совместно с НКО «Квадрат». И сегодня Шамиль Чагилевич был свидетелем того, что эта работа ведется. Создан реестр народный. В него вошло 1637 уже, то есть людей, которые обмануты по тем или иным причинам, они пришли, встали на учет. И, конечно же, то есть у нас есть на сегодняшний день проблемы по 37 объектам. Наша задача, чтобы те требования обманутых людей и предложения были выдвинуты законодательной и исполнительной власти, и, конечно же, быть обязательно услышанными. Сейчас, на сегодняшний день, мы действовали ранее, то есть разрозненными группами, то есть по каждому застройщику своя была инициативная группа, и они ходили, как говорится, государственной власти и пытались договариваться, пытались найти справедливость, но, к сожалению, успехи не настолько хороши, то есть, и мы решили создать такой союз. Главная цель, конечно, нашего союза – это чтобы все люди, которые пострадали, они получили свои законные квадратные метры. С учетом, конечно же, то есть компенсации прошедших лет, потому что все-таки инфляция, она накладывает тоже свой отпечаток, и это надо учитывать, эти моменты. Особое, конечно, внимание хотелось бы, чтобы шли, наверное, скорее всего, поэтапно здесь, потому что все объекты, к сожалению, в один год и в одно время они не решатся, эти проблемы. Но на сегодняшний день есть уже взаимодействие с государственной властью, с Минстроем, то есть сказали, что в этом году будет 536 обманутых дольщиков, которые войдут в реестр по 214 ФЗ, и, как говорится, то есть по ним будут выделены денежные средства на то, чтобы они получили свои квадратные метры, но ориентировочно это где-то, наверное, скорее всего, год 22-й, вот так. Хотелось бы добавить то, что сейчас те люди, которые, как говорится, нажились на этих обманутых дольщиках,
они начинают уходить в частный сектор. То есть они понимают, что, скорее всего, законодательство, оно трансформируется, и, конечно же, в многоэтажном строительстве им уже ловить нечего. То есть поэтому они уходят в частный сектор, и на сегодняшний день они продают просто рекламу, то есть где вот на своих ИЖС-участках, либо просто на каких-то, то есть псевдо-участках якобы собираются строить дома. Ну и, конечно же, то есть стараются уходить в улусы, где, как говорится, то есть ожидается, возможно, волна еще какая-то будет в частном секторе. Вот наша сейчас задача, конечно же, решить те вопросы, которые ранее возникли в предыдущие года по многоэтажному строительству, ну и, конечно же, на контроле, руку на пульсе держать по частному строительству, которое сейчас ведется. И здесь хотелось бы, то, что многие говорят, это проблема вот тех людей, которые сами пострадали. Но мне кажется, то есть здесь проблема всех. Это общественности проблема, потому что в данном случае здесь допустили пробелы и в работе своей надзорные органы, конечно, как вы вот сказали. И, как говорится, где были, почему-то и застройщики на начальном этапе, не имея разрешений никаких, не имея там по тех подключениям, они собирали деньги уже, то есть собрали деньги, а потом пытались только решать эти проблемы в процессе. Но вот это, мне кажется, не совсем справедливо. То есть говорить о том, что они невиновны, а в этом виновата муниципальная власть, потому что она якобы затянула, получается, какие-то процессы по согласованиям, но в первую очередь, мне кажется, виноваты все-таки застройщики, так как они должны прогнозировать были эту ситуацию, бюрократию ее никто не отменял, к сожалению, она есть. И вот хотелось бы в заключение вот своего выступления сказать, что в связи с тем, что сейчас многие объекты проходят экспертизы, либо будут проходить экспертизы, вот чтобы все-таки наша власть ускорила бы в приоритетном смысле, то есть эти процессы, то что быстрее, потому что люди ждут слишком очень много лет свои квадратные метры. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей Владимирович. Ну, сейчас завершающее, сейчас Роману Романовичу, эксперту, руководителю экспертной группы даем слово, потом завершим. Спасибо. Так, Роман Романович. Здравствуйте, коллеги. Ну, в программе этого не было, да, но я выскажу свое мнение. На самом деле самая острая проблема стоит в том, что есть дольщики, которые не подпадают под ФЗ-214. По тому же объекту ЧРФ-ЯКО есть люди, которые заключали предварительные договора о намерениях. Соответственно, они свои права реализовать не смогут. То есть они на текущий момент сейчас окажутся за бортом. То есть когда создадут фонд, который будет работать в соответствии с федеральным законом 214, права этих лиц уже не будут учтены. И на самом деле вот Шамиль Чигалиевич правильно говорит, там приказ 560, но в этих нормативно-правовых актах пока вот это не отражено. То есть как будут решаться их вопросы, как они будут признаваться, ну, то есть как их будут вносить в этот реестр. Ну, в принципе... Я просто отмечу, что посещая регионы, я знаю, что в каждом регионе есть свой региональный реестр. Никто не мешает Минстрою на региональном уровне, региональному Минстрою, ввести такой реестр. Потому что в той же Московской области, когда мы работу проводили, большую работу, кропотливую, где больше 100 проблемных объектов, это жилые комплексы, это больше 40 тысяч граждан пострадавших. И выверяли, и мы садились с руководителем ведомства, мы понимали, что они говорят, что да, вот мы накладываем наш реестр, то есть нашу там информацию на их, и она у нас одинаковая. Они говорят, ну вот это не попадает под критерии, но мы ведем здесь, и мы понимаем, и вот мы принимаем такие шаги по решению проблемы этих людей. Несмотря на то, что вот в федеральный реестр они не попадают. Но у нас есть свой региональный реестр Московской области. И мы его туда включаем, этих людей. Потому что это важно, потому что проблему нужно называть своими именами. Знать, сколько людей пострадало, сколько денег нужно на достройку. Вот это, без этого можно просто руками здесь сидеть и разводить еще пару лет. А еще плюс к этому объект же недостроенный все равно же есть. Недостроенный объект, да. Обманутых дольщиков. Да, вот да. На объект надо упор делать, чтобы достроить его
И те люди, если там по нормативу не подходят, ну, объект-то завершит, они же в этот объект влаживались. Это же повод. Ну, позиция Минстроя на сегодняшний день, что они работают только в соответствии с федеральным законом 214. А в федеральном законе 214 нет понятия предварительные договора и договора о намерениях. Соответственно, они не могут претендовать на какие-то федеральные средства. Как бы, вот, с точки зрения это перелаживается на эта проблема полностью перелаживается на региональную власть, а так не должно быть. На самом деле эта проблема, она же по всей России, и, соответственно, нужно принимать какие-то решения, чтобы эти участники долевого строительства тоже были признаны как участники долевого строительства и вошли бы в этот реестр, ну, со всеми вместе. Так, ну хорошо, мы над этим вопросом еще продолжим работу. Завтра у нас заседание будет же, да? Давайте представим слово представителю прокуратуры. Все-таки это Эргис Николаевич Ларионов что-то должен сказать. Так, ну, добрый За день. эти годы много заявлений мы отправляли в сторону прокуратуры. Так, уважаемые коллеги, добрый вечер, наверное, да? Ну, кратко скажу, вот у меня список из 10 объектов. По каждому из этих объектов прокуратура республики, прокуратура города Якутска неоднократно проводила проверки, были приняты ряд мер, в том числе направленных на защиту прав граждан, на привлечение виновных лиц к уголовной, к административной ответственности. Ну, формат, к сожалению, не позволяет рассказать подробно по каждому из 10 объектов. Ну, из этих 10 объектов, по-моему, Битяй и Клара Цеткин сегодня не существует. Клара Цеткин там, в принципе, объект какой-либо не построен, а Битяй уже снесенный объект. Ну вот по остальным как раз принимаются меры. Также необходимо сказать, что в прокуратуре также действует межведомственная рабочая группа совместно с управлением Госстройжилнадзора, с органами местного самоуправления. Ведется работа и как раз обговариваются соответствующие механизмы, как помочь гражданам, как достроить объекты и действительно те объекты, которые подпадают под соответствующие критерии, то есть там, где имеется земельный участок, там, где в принципе можно объект достроить без ущерба интересам граждан и неопределенному кругу лиц, там действительно меры принимаются. Больше того, в связи с тем, что в 214 закон внесены существенные изменения, и теперь действительно имеется риск, что многие недобросовестные предприниматели будут привлекать деньги граждан через соответствующие жилищные, накопительные и строительные кооперативы. Прокуроры городов, районов нацелены на пресечение соответствующей деятельности. Вот с этого года у нас проводится мониторинг. На территории республики у нас более 70 кооперативов зарегистрировано по данным налоговой службы, ну из них более 60 на территории города Якутска. И по каждому кооперативу как раз организованы органами прокуратуры проверки. И также сейчас проводятся проверки по законодательству о рекламе. И действительно мониторятся и соответствующие новостные сайты, форумы, и для того, чтобы выявить совместно с УБЭП те лица, те кооперативы, которые привлекают денежные средства граждан. Ну, в целом так, коротко. Эргис Николаевич, ну, быстро, Сергей Павлович. Вопрос, ну, я заинтересован просто в объекте Чиров. Вопрос к прокуратуре. Кто должен инициировать Росфинмониторинг, проверку перечисления, вот в данном случае нашего застройщика, у него дочь живет за границей. Мы по материалам следствия знаем, что там масса долларов покупалась и всего прочего. Какой застройщик? Черов ИК. Ну, насколько мне известно, по Черов ИК как раз... Именно сколько выведено за пределы? Ну, подождите, по Черов ИК проводится процессуальная проверка органами предварительного расследования. То есть, если проводится процессуальная проверка, то следователь, дознаватель, который проводит эту проверку, в принципе, это его компетенция, вот, в том числе финансовые вопросы исследовать. И в органы прокуратуры должны поступить уже после расследования уголовное дело, если это будет завершено. То есть прокуратура только на завершающем этапе смотрит, после того, как уголовное дело уже расследовано. Если проверка это не проводится, я могу с вашей помощью ее возбудить у следствия? Ну, необходимо выяснить, я все-таки не работаю со следствием. Не, у меня я общенадзорная... Так, понятно, Сергей Павлович, это в рабочем порядке, там разберетесь. Так, сейчас Шамиль Чагалиевич подойдет. Ну, давайте завершим работу, да, уже время.
во-первых, на уровне парламента нашей республики депутаты подошли, и на уровне комитета по строительству мы уже этот вопрос, как парламентские слушания провели. Там есть решение, вот по этим решениям мы завтра в 5 часов еще заберемся, детально будем обсуждать. На уровне правительства нашей республики, значит, эти вопросы должны... мы работаем совместно. Анатолий, министр строительства, Павел Анатольевич у нас, значит, на каждом совещании принимает участие. У нас более 30 заседаний было, все протоколировано. Мы работаем совместно с рабочей группой Президиума Генерального совета партии по обману «Единая Россия» по обманутым дольщикам. Поэтому вот сегодня представитель вместе с нами. Мы первый раз вышли в средства массовой информации открыто, потому что мы должны уже выйти к общественности, населению, чтобы люди знали, есть, оказывается, такие моменты в нашей жизни, мошенничество. Это, каждый может попасть в такую ситуацию. Поэтому и потом, значит, мы должны показать работу правительства нашей республики, муниципальных образований, общественных организаций, как мы будем выходить с этой ситуации. И если смотреть на цифры, которые мы сегодня озвучиваем, там 1800, там 800, обман и так далее, вот это в сравнении с другими регионами, это более-менее такая, как сказать, средняя цифра, которой мы можем справиться своими силами. Можем справиться. В этом суть заключается, того, что мы собрались вокруг этого круглого стола. И на уровне города Якутска нам бы хотелось, как руководитель этой рабочей комиссии, фракций, нескольких фракций, понимаете, партий и общественников, которые 4 месяца рядом с нами, хотелось бы, чтобы активизировали работу. Это, Динара Михайловна, вы должны утром приходить к нам и вечером от нас уходить. Какие новости у вас? Как нам этот вопрос решить? А не смотреть там издалека, что они там делают, почему мы открыты же, поэтому давайте активизируйтесь. И Сардане Аксентьевой, мэру города Якутска нашему, значит, передать надо всю суть сегодняшнего разговора полностью, потому что мы завтра встречаемся, она должна подойти, мы приглашение отправили, и с правительства отправили, завтра уже конкретно будем говорить. И это такой же, значит, разговор мы планируем в октябре и перед Новым годом, промежуточно, что сделано и так далее. Мечта у нас такая появилась на горе, новый город, новое строение, или 17-й квартал. Это вопросы, которые мы будем обсуждать. Давайте. Слово Шамилю Чагалеевичу. Да, спасибо еще раз за то, что все мы здесь сегодня собрались, так сказать. Я просто хотел бы отметить некоторые моменты, которые мне показались важными. То, что Иван Иванович говорил, это важная история, которую мы сейчас на федеральном уровне стараемся поднять по поводу необходимости, скажем так, повышения грамотности населения. Это очень важно. Я уверен, потому что сейчас, используя пугающее всех слово «счета эскроу», у нас какие-нибудь мошенники начнут у людей привлекать деньги на счета со схожим названием, которых физически в природе нет. И люди будут с готовностью отдавать им деньги. Поэтому определенно мы в свое время выпускали азбуку дольщика, да, как не стать обманутым и что делать в случае, если вы пострадали, да, уже. Соответственно, я думаю, что это будет позитивный опыт региона и пример для остальных, в том числе, если что-то подобное будет реализовано. Пускай это на площадке региональной власти, пускай на площадке партии, на площадке законодательного органа власти. Это хорошая идея.
Потом, вот мы говорим, да, мы сидим даже за одним круглым столом, и все равно у нас получается, что вот Денис Андреевич говорит, ну, вот это исполнительная власть, это законодательная. Я вот предлагаю вам, Сергей Павлович, список всех объектов, по которым необходимо внести изменения в землепользование, да, в назначение, передайте Денису Андреевичу. Да, с двух сторон попихают эту тему. Мне кажется, тем более люди готовы и хотят работать, нужно это сделать. Потом, ну, то, что касается ускорения сроков, да, то, что Наталья Николаевна говорили вы, да, ну, мне вот я с большой, ну, вот мне очень приятно, что у вас такой статус люди носят, как вот, да, народный депутат. Я вот на вас смотрю на всех, да, кто представляет этот орган, да, законодательный. Вы действительно народные депутаты. То есть вот с вами большая честь вам руку пожимать. И мне кажется, в ваших силах, учитывая, что Сардана Владимировна более чем вменяемый человек, с ней поговорить, чтобы конкретно по вот этим спискам, по вот тем объектам, которые они существуют, чтобы сроки были максимально сжатыми и короткими. Мне кажется, здесь просто нужен конкретный предметный разговор, а решение будет в любом случае позитивное. И мы должны понимать, что самое главное, те сроки, по которым мы устанавливаем сейчас надзорный орган в дорожных картах, чтобы они не переносились, потому что люди уже один раз были обмануты, и они готовы ждать и год, и 2, и 3. И если это вынуждено, они подождут и 4. Но они должны, ну, это не должно быть формального подхода, когда срок ставится в дорожной карте. Там, мы часто с этим сталкиваемся, не говорю конкретно про республику, но может быть и здесь такое, когда срок просто обозначен, там, конец 2019 года, а мы понимаем, что там, извиняюсь за выражение, конь не валялся. Там, там конец 20-го в лучшем случае. Ну, мы потом перенесем. Вот не должно быть такого. Вот мне кажется, это тоже важно. Вот, поэтому в любом случае большое спасибо за то, что вы неравнодушны. Вот, еще раз, соответственно, как бы только рад, что у вас так все дело движется. Вот, и я думаю, что и позитивный итог будет всего этого. С учетом того, что, по сути, 1,5 миллиарда – это очень большие деньги. Ну вот действительно, да, это вполне деньги, которые позволяют решать эту проблему. И, ну, знаете, когда в дотационном регионе, да, там нет возможности, у вас есть, это здорово. Нужно просто грамотно этим распорядиться будет. И все. Спасибо. Спасибо, Шамиль Чагалевич. Поблагодарим за помощь, которую вот с февраля месяца мы ведем с рабочей комиссией Президиума Генерального совета партии «Единая Россия». Якубовскому Александру Владимировичу большое спасибо. Передайте, пожалуйста, от нас всех. Завершаем работу и приступаем к следующему. Сейчас у нас пресс-конференция. Так, не уходите, пожалуйста. Так, на вопросы ответим. Так, журналисты у нас где? Есть у нас журналисты? Сейчас будут выступать дольщики и спрашивать у вас, у каждого, любого, кто на круглом столе. Хорошо. Так, ну давайте быстро, да? Вопросы короткие, ответы тоже не длинные, короткие и по существу. Так. Пожалуйста, представьтесь. Так, Николай Толстяков, от имени Амата Дольщиков Лосимир. Так, мы в такое положение попали в результате вот больших агитационных материалов и так далее. И можно сказать, нас иногда обманутыми дольщиками не называют, потому что наша стройка застрахована. Всем известный Респект Полис, страховая компания Респект Полис, застраховал наш дом, страховой получил, но до сих пор везде и всюду вот он отказывает, всем отказные написал. И вот нас, республиканская власть, тогда иногда вот нас обманутыми дольщиками не признают, потому что не решается вопрос насчет страховки. Вот поэтому я сегодня хотел бы спросить
товарища Султанова, как будет решаться вопрос вот насчет страховки. У нас 19 июня в Верховном суде нашей республики рассматривается вопрос этот. Я готов на вас вопрос ответить уже. Смотрите, у вас, во-первых, причина по возникновению вообще объекта. Обанкротился. Страховой случай наступил. Не, подождите, у вас из-за чего объект стал проблемным? Ну, застройщик обанкротился. А по какой причине? Ну, уголовное дело возбуждено или нет у него там? Нецелевое использование денежных средств и уголовное дело возбуждено. Но почему вы считаете, что это страховой случай? Это не страховой случай. Я вот сейчас два момента вам скажу. Первый момент. Ни одна страховая компания никогда не страховала от мошенничества. Это невозможно сделать. Тогда бы там выплаты были, страховые взносы были бы там не 1 и 2. Потому что нереально покрыть. У нас 90% это мошенничество тех по стране. И самое смешное, что по закону, если вам страховая компания выплатит деньги сейчас по вашему требованию, но отказываются они. Дослушайте, она вам выплатит сейчас деньги. Уголовное дело дойдет до суда, вина застройщика будет доказана, страховая компания придет к вам и потребует вернуть эти деньги. Мне кажется, это будет вдвойне отвратительная процедура. Это первый момент. Второй момент. Сейчас внесен законопроект в Государственную Думу. В нем, к сожалению, пока формулировка такая, что передаются портфели от страховых компаний только по тем объектам, которые, ну, собственно, еще не упали, да, то есть, соответственно, как бы, которые не проблемные. То есть все хорошие объекты, все страховые портфели по ним передаются в фонд. И это, по сути, позволит фонду привлечь какой-то ряд средств для достройки других объектов проблемных. Наша позиция заключается в том, что должны быть переданы все средства от страховых компаний в фонд, и по вашему объекту в том числе. И вот в этом случае фонд должен идти и достраивать ваш объект. Вот это наша позиция. Страховая компания вам уже не выплатит, она по закону не должна вам выплачивать. Вы можете в суд сходить, еще куда-то, но в любом случае, если уголовное дело будет доказано, ну, собственно, да, как бы вина застройщика будет доказана, это сразу будет не страховой случай. Ну, вот такой закон был. Поэтому его изменили, поэтому и все страховые компании, по сути, с рынка ушли. Поэтому единственный, кто сейчас занимается страхованием ответственности гражданской, это фонд, грубо говоря, та же самая публично-правовая компания. Тогда, я так понял, только достройка может быть, да? Но я считаю, что для вас это максимально правильный вообще, в принципе, путь достройка. Но вы сколько с квартиру ждете? 16-го года. Ну вот скажите мне, за 3 года цены изменились на рынке? Ну, конечно. Но мне кажется, логично будет, чтобы вас достроили, а не чтобы вы получали деньги по тому, собственно, как бы за... Но до сих пор наша вот республиканская, это самое, и городские юристы, и прокуратура в том числе, наши советы нас отправляют городские, подать иски на это самое, на страховые. Вот так и живем. Так и живем. Да. Но не будем так жить теперь. Можно добавить, да? Да, конечно. На сегодня уже есть проект приказа Минстроя о том, чтобы исключить вот этот критерий о признании граждан пострадавших, именно связано с страхованием. Поэтому мы ждем, не дождемся вот этого приказа. Как только выйдет, получается, то именно в таких случаях они уже могут подавать и входить в реестр пострадавших. Конечно, потому что мы понимаем, что в принципе страховых компаний уже на рынке не осталось, а у нас этот критерий есть. Это да, это пробел. Здравствуйте, меня зовут Иван Смирнов, я представитель дачно-садового кооператива «Олеся», расположенному в городе Якутске, микрорайоне птицефабрика. У нас такая проблема. 10 лет назад нам передавали землю для дачного строительства. То есть сама птицефабрика из своей земли выделяла участок и отдавала своим работникам для построения дач. Ну, для дач, для ИЖС. Вот. И в процессе 10 лет мы не можем получить право на вот эту землю, потому что через год по каким-то причинам договор аренды был расторгнут, да, с дачно-садовым кооперативом. Мы об этом узнали только спустя 3 или 4 года.
И вот теперь у нас начинается вот опять же вот вопрос с изменением зоны земельного участка. Мы пытались работать и с архитектурой, и с земельщиками, и с администрацией. Получали всегда один ответ. Земля не, на этой земле нельзя проживать, так как зона земельного участка не соответствует для ИЖС. Но земли-то уже, тем не менее, уже все освоены, уже вложены средства туда на дорогу, на столбы, на линии электропередач. Люди построились уже. Причем построились вот из последних средств. А назначение сейчас какое? А назначение сейчас земли агропромышленного комплекса. Это мало того, и там еще есть санитарно-защитная зона, которая радиус 500 метров у нее. Если следовать этой логике, тогда нужно все пятиэтажки выселить, что раз в этой зоне санитарной жить нельзя, правильно? Там школа, там садик. И тем не менее 5 земельных участков каким-то образом были оформлены, причем в ИЖС. Вот как говорят, закон нарушать нельзя, а тем не менее он нарушается. Как вот такое может быть? Почему такая вот политика двойных стандартов? Кому-то можно оформляться, а вот кому-то нельзя. Вот у меня вот такой вопрос. Но я думаю, что это, наверное, все-таки вопрос надо адресовать вот мы сейчас тоже получаемся как самострой в области права, а, наверное, все-таки не законодательной власти. Ну, мы вот тоже получаем сейчас как самострой. У нас почти 40 домов самостроев. Часто. Ну, соответственно, в вашем случае, я все-таки думаю, что, смотрите, вот такие вопросы, которые прям вот, в такой плоскости все-таки больше юридической лежат, да, вот завтра мы проводим в рамках, там, 21 регион у нас включен в день оказания, единый день оказания бесплатной юридической помощи, собственно, да, гражданам с такими вот проблемами. Завтра у нас юристы будут, и вы можете просто прийти и вот такую консультацию получить. А уже на основании ваших обращений, которые вы составите, мы будем смотреть, будем пробовать что-то сделать. Вот, опять же, это первый момент. Второй момент, я не знаю, возможно, действительно прокуратура в курсе, и, может быть, что-то там... Я добавлю, да, вот, насчет птицефабрики, и прокуратура проводила проверку, и управление Госстрожилнадзора проводило проверку. Там действительно был отказ в изменении территориальной зоны из-за санитарно-защитной вот этой зоны якутской птицефабрики. И действительно, согласно действующему законодательству, рядом с птицефабрикой жить нельзя. Это у нас санитарная зона, и действительно птицефабрика там существует давно, и ради отдельных граждан никто не будет переносить якутскую птицефабрику. И это дело неоднократно рассматривалось и в Якутском городском суде, и в Верховном суде республики, и вот в этом полугодии как раз Верховный суд Российской Федерации эти дела рассмотрел и сказал, что отказ законный. Скорее всего, там изменений зоны не будет. Ну вот, и можно, вот как быть? Можно добавить. Но при этом в эту же санитарную защитную зону входят объекты. Школа, садик, там, и живут, и в этот же период оформляется люди же живут, тем не менее. Там два частную слота, собственность. Там более 300 домов живут в санитарной зоне, и причем у них зона-то жилищная. Смотрите, я правильно понимаю, что вот мы же сейчас опять, по сути-то, по кругу идем, потому что вот люди все в курсе, да, я только один, по сути, да, наверное, не владею информацией. Поэтому я говорю, что проще будет, чтобы вам завтра с юристами встретиться, с нашими, это первый момент. Второй момент, это письменно изложить, посмотреть, что, вот, возможно, мы просто хотя бы запросы сделаем, какие-то комментарии получим, чтобы, юристы аппарата рабочей группы могли посмотреть, что-то как-то прокомментировать. Потому что я точно вам, на вопрос, а что нам делать, Верховный суд не знает, что делать. Пока, вернее, вот он знает. Но то, что знает, то, как он считает, вас пока не устраивает. Поэтому я точно сейчас на ходу-то нужно подумать, посмотреть. Спасибо. То, что вот сейчас информировали, мы вот тоже такого же мнения. У нас есть генеральный план, есть правила землепользования, производственная зона там установлена. Вот эти участки распределили администрации вот этой птицефабрики. Потом они ушли в сторону, соответственно, люди остались в данной охранной зоне. Законодательство у нас одно, мы его исполняем. Вопрос. Наталья Гавриловна, у вас? Относится к тому, что людям выдали земельные участки до вступления нового законодательства, и получается, оформить они не могут, поскольку уже действуют новые нормы растительного законодательства. К сожалению, это так. У нас есть такой пример в Подмосковье, когда там есть монастырь Новоиерусалимский, вот этот, в Истринском районе. И у нас там объект, он 14 этажей, а сейчас по высоте проходит только 13.
А у них тех условия устарели, им нужно сейчас и проект, они проект заново делают. Им, естественно, разрешение строительства никто ничего не выдает, потому что у них высота допустимая выше. А они же дома построены. Ну, то есть это тоже вот знакомая история. Ну, мы с вами договорились. Ну, здесь еще решение может быть таким, что охранные зоны производственных организаций, допустим, да, они могут быть уменьшены, если заинтересованное лицо, он проводит экспертизу, то есть санитарная зона. Соответственно, если вот эта зона птицефабрики по заключениям экспертизы может уменьшиться, ну, тут вопрос финансирования вот данной экспертизы. Ну, а я считаю, здесь вопрос финансирования данной экспертизы. Ну, давайте мы как бы ответственность не будем только на муниципалитет складывать, но, соответственно, в тот момент, когда вы строились без разрешительных документов, без вообще каких-либо оснований на это, ну вот вам механизм есть. Соберите и сделайте, пройдите экспертизу. А на основании этого... Добавлю, по закону сама птицефабрика должна провести экспертизу. И Отлично. для них переходный период Безусловно. до 2023 года они обязаны провести вот эту экспертизу. Безусловно, нет. Просто чтобы, мне кажется, это упростит процедуру, если выйти на птицефабрику с решением, сказать, ребят, давайте вот хотя бы так. Мы вам профинансируем, а вы уже проведите. Ну и хотя бы какое-то решение будет на руках, правильно? Вы уже будете знать, можно, нельзя, и уже от этого отталкиваться. А так смысл вот этих судебных всех метаний и страданий. Угу. Вот. И в прошлом году приехал директор теплоэнергии и сказал, ребята, все, сменилось законодательство, гарантийные письма больше не подходят. То есть, если я вам дам тепло по гарантийному письму, я получу условно по шапке. И сказали, вот решайте проблему до осени, осенью я приеду и закрою кран горячей воды. И 40 семей там, с детьми, с инвалидами просто останутся вот. Ну, я думаю, вряд ли руководство республики допустит такую ситуацию. Вот, все-таки мы, давайте реалистами будем. Вот, краски надо сгущать иногда, но не до такой степени. Ну, механизм, вот вам администрация сказала. Вам нужно сесть и решить вопрос, как вы сейчас пройдете эту экспертизу, максимально оперативно ее провести. И на основании этого уже идти. Ну, мне кажется, это вот идеальный вариант. Семен Афанасьевич, вы же можете взять на себя это ответственность решения этого вопроса? Это я не могу взять ответственность. Это заинтересованное лицо должно выполнить эту экспертизу. Так. Ну вот так у нас... Нет, подожди, Сергей Павлович, главное... найти организацию, посоветовать, понять, сколько это стоит, грубо говоря, дать людям эту информацию. Соответственно, люди выйдут и выйти с предложением на эту фабрику. Я думаю, что общественная организация это по силам. Ну, мы возьмем это, да, начнем с птицефабрики с той недели. С руководством надо встретиться. Да, встретимся, посмотрим санитарные правила, выясним производственные, так сказать, вопросы. Да, Сергей Павлович, да, там все санитарные правила уже Верховный суд, если решение принял, они же все просмотрены. Не нужно ходить по кругу, удлинять путь. Давайте просто решим, сколько, найдем компанию, которая это делает, экспертизу, поймем, сколько это стоит, дадим людям возможность, чтобы для них это был осознанный выбор, что да, мы там готовы собрать, это в наших интересах, мы готовы это профинансировать мероприятие. Птицефабрика, собственно, они там решат вопрос, эта птицефабрика оплатит, мы на руках с экспертизой посмотрим, что можно сделать или нельзя. И все, и от этого будем плясать. Сейчас мы можем эту историю рассусолить еще на 2 года и с походами в суды и так далее. Решение будет одно и то же. Давайте, можем в Гаагу поехать. А смысл какой, если экспертизы нет? Основного документа нет. Его можно получить. Давайте вот от этого двигаться. Давайте вместе в понедельник начинаем. Ну каждый день. У меня... На вас все время будет. Спасибо. Елена Христофоровна, пожалуйста. Елена Христофоровна, я можно прокомментирую? Вот у нас недавно ГРЭС-2 строилась. От этой ГРЭС-2 пошли высокие линии. Прямо по участкам, земельным участкам собственников. Когда как высокие линии, есть ограничения. Но это федеральная стройка. Люди вышли из ситуации. Вышли. Это федеральная стройка. Высокие линии прошли по земельным участкам, а ограничения там конкретно по высоким линиям. Но вышли же из ситуации город Якутск. Когда федералы звонят вам, вы выходите из ситуации. А когда простой народ выходит, вы говорите,
Я не могу решить. Ну как это так? Добрый вечер, меня зовут Татьяна Григорьева, я лидер дома по улице Лиза Чайкина, 5, город Якутск. Кратко, чтобы задать вопрос, кратко расскажу. Это 4-этажный дом, построен на земле ИЖС. 7 февраля 2017 года 4-й этаж, который был нам и мансардой, и крышей, сгорел. Где-то 17 человек остались без жилья. 53 квартиры, которые остались целыми, дом запущен на инициативной группой. Вот недавно подали свет, мы начинаем заселяться. Но как бы у более 20 людей нет документов. Для того, чтобы проживать дальше в этом доме, ввести этот дом в эксплуатацию, легализовать документы, нужно пройти экспертизу. Как мы знаем, вот хорошенький дом на Неустроева 32, где 44 семьи, они тоже должны пройти экспертизу. Им предлагают эту экспертизу пройти за 1 миллион и привести эту экспертизу за пределы республики. Вот у меня вопрос, вот эту экспертизу мы тоже должны за свой счет пройти. И я думаю, что если даже наш дом 53 человека, это, наверное, 1,5 миллиона будет стоить. И, допустим, к примеру, если мы 1,5 миллиона соберем, и у нас эта экспертиза, собирать без толку, этот дом, в этом доме проживать небезопасно. Без толку делать эту экспертизу. Вот что нам делать? Да, конечно. Ну, по вашему объекту же вопрос мы решаем, то есть ведем переговоры с застройщиками. И мы с вами говорили, сейчас вот есть 3 гектара на территории Черов, и застройщик говорит, я построю дом. То есть вопросы решаются. Тогда экспертизу нам не надо делать. Да я считаю, что не надо, она слишком дорогая. Хорошо, а спасибо. город заставить заплатить, я даже с мэром не могу встретиться на сегодня. Хорошо, спасибо. Вот так вот. А у нас есть вообще в регионе какой-то механизм предоставления компенсационных участков, региональное законодательство на эту тему или нет? Нет, нету. Нету, да? Все утверждается через Минстрой России. Нет, есть просто перечень, есть вот возможность, федеральное законодательство дает возможность, а региональное законодательство создает, собственно, да, как бы пишется закон. Допустим, в Краснодарском крае очень удачный законопроект, допустим, принят. Они позволяют компенсационные участки привлекать не только под строительство там, многоквартирных домов, условно, а, допустим, под любой значимый инвестиционный проект. И, соответственно, если инвестор заходит, ему интересно построить там торговый центр, он эту землю получает, и там, условно, там 40 дольщикам покупает квартиры. Он решает их проблемы, соответственно, как бы сам там строит, взамен получает эту землю, которую он не строит там на ней дом. Ну, потому что, да, как бы часто, допустим, и спроса нет на это жилье, как бы нет необходимости в нем. А вот такие возможности. Я просто вот хотел вот этот момент для себя упустил, то есть такой в регионе закон? Шамиль Чигалиевич, такой инструмент на сегодняшний день у нас, к сожалению, в республике не работает, хотя, то есть, он возможен. И, конечно же, то есть, это, наверное, скорее всего, накладывает тоже сложность определенную на поиск как раз застройщиков, вот, либо для достройки тех объектов, вот, которые люди пострадали. Ну, вот это как раз к вопросу о том, что... Инструменты нужны, то есть, к сожалению, то есть, вот пока еще... Ну, это как раз к вопросу об использовании тех механизмов и тех инструментов, которые уже есть на сегодняшний день. Ну, и вот Наталья Гавриловна Я сейчас... добавлю, Да, во-первых, у нас такой и прецедент есть, это у нас по улице Каландрашвили, замена застройщика, банкрот Северная строительная компания, 2-я очередь, и тут он именно вот в соответствии с федеральным законодательством замена застройщика. Да, Наталья Гавриловна, я просто, смотрите, говорю о том, что мы когда ищем потенциального инвестора на достройку проблемного объекта, да, у нас есть возможность сформировать, у региона есть возможность сформировать определенный пул тех земельных участков, права на распоряжение, которые у него находятся, да, и чтобы, ну, допустим, там в некоторых регионах, это прямо на сайте у них вот этот перечень висит, я слышу, застройщики там с других регионов приходят еще откуда, чтобы они пришли, ну, человек мог посмотреть и понять, что для него это рентабельно или нерентабельно, и какой-то дом взять на достройку, получив собственность, там, права на, собственно, какой-то там участок. Это очень удобный механизм, и, ну, вот это к вопросу о том, что его тоже необходимо использовать.
когда мы говорим о том, что нам нужны деньги из федерального центра, а сами, как, ну, самих, грубо говоря, у нас еще есть что-то вот из таких участков, которые могут быть людям интересны и привлекательны. Вот, это к вопросу, потому что вот они, ребята говорят про там, строительство вот это, на горе там, какого-то там, да, большого проекта. Ну, условно, эта схема-то та же самая. То есть это вот взять в виде компенсации землю. Да, извините, что у вас... Наталья Гавриловна, что вы говорите? Или нет у нас таких ни у муниципалитета, ни у республики. Не, ну почему? Ну, почему? Да я, ну, слушайте, ну, Наталья Гавриловна, ну, да бросьте. Ну, ну, давайте посмотрим. А сколько сейчас участков с начала года, или там, я сейчас скажу, с 2018 года, по-моему, с апреля или с марта в силу федеральный закон вступил, да, который позволял формировать. Давайте посмотрим, сколько участков земельных ушло на аукционах там, или были иными способами расторгованы. Ну, такие участки можно запланировать на воинской части, вот, где республиканская земля будет... Семен Афанасьевич, вы понимаете, да, о чем я говорю? Что мы возьмем, если поднимем с 2018 года, участки же были, наверное, какие-то, которые администрация города отыгрывала. Соответственно, как бы это не вопрос, не в том, что администрация плохая, просто какая-то часть этих участков могла, наверное, пойти как компенсационная для инвесторов. Ну, для вот как раз я предлагаю вот такой участок рассмотреть вот на бывшей воинская часть. Сейчас с федеральной земель этот участок передан в республиканскую собственность, так ведь? И на данной территории, в соответствии с генеральным планом, правилами землепользования запланирована многоэтажная жилая застройка. Елена Христофоровна, я вам предлагаю фракции внести законопроект такой, чтобы региональная была возможность упростить Минстрою жизнь региональному и, соответственно, дольщикам. Какой вариант у нас рассматривался? Мы сколько обсуждали, к сожалению, данный земельный участок не привлекательный для застройщиков. Мы предлагали, то есть рабочая группа, да, именно по решению проблемных, именно по 214 федеральному закону предлагали. Но, к сожалению, там нет инфраструктуры, нет возможности по техпресса, и, соответственно, это не привлекает застройщиков, к сожалению. Но помимо еще земельных участков, это и возможность перепроектирования тех объектов, которые требуют достройки. Да, но мы Потому что это тоже, то есть, немаловажная Андрей деталь. Владимирович, но только мы не должны тут забывать об интересах людей, которые покупали, ну, чтобы у нас, соответственно, не нарушались градостроительные нормы. Чтобы у нас не получалось, потому что мы гетто там возводим 24-этажное на месте, которое под ИЖС раньше было предназначено, ну, условно. Не, ну, конечно, я вот про это говорю, Все- потому все что у нас есть прецеденты, когда застройщики приходят и там, ну, этажность, то есть там паркуют вместо 10-этажного, там 18-этажный. И что мы получаем? Там не проехать, не запарковаться. Но здесь же, то есть, преференции могут быть не только, то есть, земельные участки, вот это перепроектирование, но в том числе, то есть, возможно, у него есть и объект какой-то, то есть, но там нету тех присоединений. Почему бы не может, то есть, местная власть посодействовать в тех присоединениях, то есть, безвозмездно? Ну, потому Почему что нет? у местной власти тоже должны быть механизмы, правовые основания для такого расходования бюджетных средств. А пока у них такого нет. Ну, то есть нужно тоже правде в глаза смотреть. Я как бы всегда с удовольствием могу там что-то сказать про муниципальную власть, да, когда она не дорабатывает, но у нее есть и действительно есть рамки правового поля, в которых они должны действовать. Ну, на практике хотелось, чтобы тоже обращались к других городов, потому что Якутия — это, к сожалению, не единственный город с пострадавшими дольщиками. Условно, Мирным, да, еще? Ну, там Мирный, Ленский есть у нас. Ну, тут речь идет вообще о том, что в других городах Российской Федерации, в других субъектах Российской Федерации есть такие же проблемы. И есть как-то решаются, эту практику надо смотреть, изучать и применять, конечно же, то есть все передовые, то есть вещи в Якутии. Ладно, ну вот заставили человека ждать. Извините, пожалуйста. Добрый вечер. Я Куньязова Вера Тимофеевна и являюсь лидером инициативной группы. Наш объект начал строиться с 2000 года. В 2003 году мы своей семьей вложили деньги. Тогда, значит, стоил 14 тысяч квадратный метр. На сегодняшний день мы жилья не имеем. Было банкротство. В 2012 году вроде бы как-то было такое положение, что
обманутым дольщикам. Нет, было, значит, положение решить жилищный вопрос. Наше министерство, депутаты решили выплатить нам ту сумму, в которую я внесла в 2003 году, то есть 14 миллион 300. Хотя у меня на руках было, и у нас у всех было, дольщиков, решение суда в банкротстве, я в реестре стояла. Значит, мы говорим, мы на эти деньги на данный момент, тогда 50 тысяч уже стоял квадратный метр. Мы не можем ничего купить и ничего остаться, ну, без жилья. Как и до сих пор, значит, Минстрой и Аргунов всегда выступает и говорит, вы получили, идите и сидите. Объект наш стоит, недострой в центре города, возле школы, где, может, мы уже поднимали эту тему, что, может быть, там дети до сегодня... У нас банкротство было, вот месяц назад банкротство закончилось. Помещение пустое, дети играют, вообще беспредел. Там еще у нас так получилось, что юристы, к которым мы обращались, они, значит, пользуясь моментом, нашей безграмотностью, в 2011 году, ну, уже люди устали, а может быть, тоже получили компенсацию, я не знаю. Мы, кстати, просили, как инициативная группа, как комитет кредиторов, дайте списки, кто наши получил, чтобы мы знали. До сих пор Минстрой нет, не дает, держит в секрете. А сейчас, говорит, вообще списки потеряли. Это раз. Второе, значит, эти юристы пользуются, и также там в этом доме, вы понимаете, замначальника по надзору по строительству купил за 500 тысяч, за 700 тысяч, 150 квадратных метров, продолжает строить. Мы сколько раз обращались в надзор. Пожалуйста, прекратите стройку, потому что идет банкротство. Бесполезно. Я почему вот сейчас хочу сказать, да, в нашем городе на уровне администрации, не имея в виду сейчас новой Аксентьевой, да, Минстроя, безобразие, доверия нету к этим людям. Мы обращались в прокуратуру. У меня в двухуровневая была квартира, да, сначала. Потом вижу, дети подрастают. Представляете, это сколько? 20 лет почти, или сколько? 17 лет. Жилья нет, мужу 76 лет. Мы без документов, без всего живем, считай, под лодкой, топимся, возим воду, топимся дровами. Минстрою сколько раз приходили, пожалуйста, даже у нас человек, который там жила, земля ее была, снесли дом, ничего вообще не получила. Я единственное, пользуюсь моментом, прошу вас, проверочку хорошую направить, пусть проверит. Нет, ничего, я сейчас скажу. И вот ответьте на этот вопрос. Когда они, значит, вот решали эти деньги выплатить, сумму, не согласно суда, а вот именно сумму, ту, которую я внесла, это в 2003 году, ну, 10 лет назад. Правильно ли поступили со мной? Или мне уже умирать там в этой подлодкой, или все же добиваться? Я хотела бы услышать. И еще хочу сказать, благодаря нашей инициативной группы НКО, ну, не инициативной, а общественной организации, которые... Потому что мы на протяжении, вот еще человек сидит, куда мы не стучались, куда мы не хотели, мы бесполезно, ничего не могли добиться. Благодаря вот этим людям мы сила, мы объединились, благодаря Единой России, которая действительно поддерживает, потому что невозможно уже, мы в такой ситуации. Да, учтите, столько лет, мне, конечно, больно это говорить, а за нами, посмотрите, какие молодые, вообще в кредитах, в долгах, обнищавшиеся. Это вообще, прошу внимания, обратить как-то, помочь, чтобы... Да, и скажите вот на мой вопрос, если да, действительно, я получила эту субсидию... Хорошо, я вас услышал. Смотрите, вот со второго вопроса начну. Я уже говорил, давайте мы все-таки юридические консультации, это завтра, и пускай юристы, человек должен профессионал этим заниматься, да, а не... Вот. Я просто, в свою очередь, хотел бы у вас попросить всех,
кто граждане, там, дольщики, пострадавшие, да, и там, может быть, не дольщики, но тоже кто пострадал, давайте мы все будем немножко корректными по отношению друг к другу. И чиновники, которые работают, я вижу, встречаюсь с людьми, которые поверьте, за небольшую относительно там, рынка труда зарплату и с большими ограничениями работают, и при мне люди там чуть ли там не в обморок падают от усталости. Все делают, мы можем свое оценочное суждение, конечно, давать, но я, безусловно, мне просто, я хочу сказать, чем добрее мы будем друг к другу относиться, тем позитивнее и результаты, и итог у нас будет. То, что касается вашего второго вопроса, ко мне подходил человек, тоже как раз рассказывал, делился этим вопросом. Нужно посмотреть, нужно поднять эту тему. Нужно посмотреть с точки зрения того, что вы там относитесь к социально незащищенным слоям. Может быть, здесь как-то вам, словно там город где-то должен навстречу пойти не в плане именно компенсации за это жилье. Это пускай юристы смотрят. Давайте так и мы до завтра с вами тогда. Спасибо. Я хочу сказать, это опять к теме о том, что неправильно поступаем на уровне региональной власти. Зачем распылять было денежные средства, выдавать эти деньги, когда люди не могут достроить? Значит, там, секунду, я все-таки закончу, да? Все-таки надо исправить этот момент, потому что здесь были неправы, и достроить. То есть сюда так надо подойти. Они будут сколько угодно там, они не смогут это сделать. Сейчас там кто-то еще внедрится и остановит процесс. Только, уполномоченный орган, который у нас есть, это Минстрой, он обязан, почему я выхожу с предложением в таких ситуациях брать на себя и решать вопрос, назначить подобрать, застройщика и достроить жилье. Они же не говорят, что они же деньги получили, они могут это все, говорится, опять предоставить, но только им нужно все организовать. К слову, я говорю, не надо распылять нам денежные средства, как сегодня 50 миллионов, которые опять люди, они не достроят, они пожилые люди. Поэтому нужно достроить, как сейчас мы предлагаем, Анатолий Евгеньевич, что хотя бы 10 квартир, может 15 нам найдет. Но мы предоставим людям жилье. Не надо упорно, сейчас на сегодня, уклоняться от того, чтобы все-таки решить эту однозначно проблему. Заплатил человек, ему нужно предоставить это жилье. Спасибо. Наталья Гавриловна, я думаю, что там достраивать-то нечего, да, уже, наверное? Даже с 2000 года там нечего достать. Да. Нашей рабочей группой было внесено предложение касательно как раз объекта ЖСПК «Строим вместе». У нас было такое предложение, вкратце расскажу. Мы туда заводим инвестора, у нас уже инвестор есть. Он предложил нам создать специальную проектную организацию, которая бы просчитала всю финансовую модель этого района. И на последнем заседании экспертной группы Семен Сергеев, это главный архитектор города Якутска, сказал, что они против решения такого, то есть путем застройки всего этого квартала, то есть небольшого куска, для того, чтобы решить проблему именно этих дольщиков. Сейчас я не знаю, как у нас был круглый стол, мы приняли решение такое, что мэрия создаст консультационную группу для решения этого вопроса. Так, забегая вперед, стоит представитель пострадавших лиц от ИЖС. Опять же, повторяюсь, мы тоже внесли предложение по выделению им компенсационных земельных участков. Это предложение было решено положительно. То есть Василий Гоголев на последнем заседании сказал, что предоставьте нам список тех лиц, которые пострадали в результате действий на индивидуальном жилищном строительстве, и мы предоставим им эти компенсационные земельные участки. В принципе, у меня все. Хорошо. И просто, Евгений Романович, я добавлю по двойным продажам, вы говорили, да, я вам хочу сказать, что по двойным продажам мы наконец-то отрегулировали этот вопрос, и если раньше эти люди вообще никак не были защищены, то есть сейчас, если, дай бог, примем, да, на первое чтение прошли, теперь у кого первая дата регистрации ДДУ, тот получает квартиру. Все второй, третий, последующий получают денежную компенсацию. Это законодательно хотя бы закрепили порядок и вообще механизм, что люди, которые, соответственно,
деньги, которых по второму разу там привлекали, да, для покупки, у них хотя бы сейчас такой механизм будет. Безусловно, то, что мы говорим в разрезе людей, которые в 2003 году, да, это, ну, это одна проблема. Если говорить о людях, которые там в 16, 17, 18 году пострадали, и вот при таком механизме, ну, это правильно будет. Вот. Да, давайте мы к вам тогда перейдем. Здравствуйте все. Ну, я все равно скажу, да? Да, я про ИЖС. Уважаемая Елена Христофоровна, уважаемый Шамиль Чагалиевич, меня зовут Любовь Илларионова, я координатор по ИЖС. Мы обманутая группа потерпевших по улусам и городу Якутску. У нас должны были строиться частные дома на своих участках. 2016 года ждем, но дома не построены, застройщик скрылся, как обычно, и кинули нас на большие деньги. Ну, для нас большие деньги. Ипотека, например, у меня на 10 лет, я второй год оплачиваю уже за воздух, за несуществующий дом. У нас все в группе такие, от 10 до 20 лет у нас по ипотекам, у нас материнский капитал давали деньги, материнский капитал и наличные деньги давали этим мошенникам. Конечно, никому ничего не построили, ну и вот очень печально, что так происходит, и вот хотели бы тоже, чтобы... Но свет в конце туннеля виден, да, я так понял? Да, отчасти да, но это все зависит от представителей муниципальной власти. Это всецело полностью, скажем так, эта проблема может решена только с участием администрации города Якутска. Ну, значит, давайте, нужно просто, чтобы эти предложения были не в форме вот такого разговора за круглым столом, просто давайте как-то что-то задокументируем уже и принятое решение будем отслеживать ход его выполнения. Ну вот сейчас должна будет создана консультационная группа, и мы как бы ждем сейчас. Ну хорошо, держите в курсе. Протокол по данному совещанию, он есть. Ну все, давайте, вот и будем Спасибо отслеживать. за внимание. Спасибо вам. Здравствуйте. Меня зовут Смангулова Игуль, я представитель вкладчиков кредитных потребительских кооперативов. Пользуясь моментом, я хочу актуализировать этот вопрос. В Народный реестр наравне с дольщиками поступило более 700 заявлений от вкладчиков и пайщиков кредитных потребительских кооперативов. Всего на территории республики, по нашим данным, действовало 14 кооперативов. Почти все из них, за исключением одного, ликвидированы или находятся на стадии банкротства. Потенциально пострадавших людей по республике будет более 2000. Большинство из них – это люди пожилого и очень старого возраста. Так сложилось, что у них была очень высокая степень доверия к финансовым организациям, которые открыто действовали на рынке. Но на деле, в реальности, не было даже страхования и членства в СРО. И таким образом эти люди стали все жертвами мошенников. Более-менее контроль государства над этой сферой стал с 2016 года, а вот эти вот все банкротства начались уже до 2015 года. У меня следующий вопрос. Может ли партия «Единая Россия» защищать права вкладчиков и пайщиков кредитных потребительских кооперативов наравне с дольщиками? Хороший вопрос. Я правильно понимаю, что у вас суть кооператива была строительство жилья? Нет? В договорах это не указывалось, но в большинстве заявлений люди пишут, что да, проблема такая, что они все-таки копили на жилье. И их вынуждала бедность именно вкладываться вот такие вот большие мошеннические проценты, как оказалось. Ну, у нас, собственно, раньше рабочая группа, когда ее в 2006 году создавали, она называлась в свое время «Группа по защите дольщиков и вкладчиков», когда у нас бум там был, банкрот всех этих. Вот. А, собственно, на ваш вопрос сейчас, знаете, я думаю, что здесь механизм-то простой. У каждого депутата Государственной Думы или регионального законодательного органа есть обязанность по работе с избирателями. И для этого не нужна какая-то специальная группа, условно, для того, чтобы народные избранники свою работу выполняли и взаимодействовали с избирателями. Для этого достаточно вполне обращения либо в региональную общественную приемную, как в партию, либо к депутату через прием, да, собственно, как через механизм такой. Поэтому я думаю, что так. Мы все-таки, если говорить о дольщиках, мы должны понимать, что у нас сейчас, по данным нашей рабочей группы, там в стране порядка 175 тысяч дольщиков.
А если взять это с учетом там семей, с учетом просто там проблем, я думаю, что там количество людей дойдет до 1 миллиона. И, безусловно, здесь и механизм решения этой проблемы, он должен быть вот, ну, как бы вот такой, который вот он сейчас есть. А то, что касается той проблемы, которую вы озвучили, безусловно, она важная, острая и социально важная. Но вот я думаю, что ее в рамках, с учетом того, насколько у вас и депутаты открыты и готовы к диалогу, я думаю, что вряд ли кто-то к вам спиной повернется. Соответственно, если посчитаете нужным, можете, у вас есть депутаты Государственной Думы от региона, вот, я думаю, что вы можете к ним обращаться. Плюс у вас есть такой Борис Михайлович Гладких, он член рабочей группы президиума Генсовета партии нашей, собственно, да, как бы вот в нашей рабочей группе. Он как раз по Дальнему Востоку, и Якутия тоже в его регион входит. Поэтому вы можете и к нему тоже как бы обращаться, наверное. Вот через сайт Государственной Думы это очень легко сделать. Вот, выбираете депутат, нажимаете кнопку «Обратиться» и попадаете в приемную, в электронную. Там же все это регистрируется, это все делается в 5 минут. А возможно ли, что ваша рабочая группа будет курировать это направление? Вы знаете, мы готовы, наверное, всем помогать, но просто нужно... ну, у нас, вот понимаете, да, у нас, допустим, сейчас аппарат рабочей группы, да, довольно большой, ну, собственно, да, как бы, и состоит из людей, которые специалисты в сфере строительного надзора, оценки, собственно, да, как бы готовности объектов. Это юристы именно по, да, соответственно, по вот этим вопросам, всех, которых мы привлекаем. Мы сотрудничаем сейчас с Ассоциацией юристов России. И вот завтрашний день оказания помощи будет проходить в том числе как бы, ну, совместной такой коллаборации с ними. Поэтому я думаю, что вы можете, во-первых, взаимодействовать в том числе с Ассоциацией юристов России, которые готовы тоже оказывать бесплатную юридическую помощь. Вот. Но я просто хочу сказать, что когда конвейер настроен делать комбайны, он вряд ли сможет сделать автомобиль хороший. Я поняла вас. Вот я про это. Хочу, Спасибо. да. И еще последний вопрос. Давайте. А каким образом вы видите решение этой острой социальной проблемы? Знаете, я тут сейчас вот точно не готов. Но дайте ночь почитать, завтра придете, я вам скажу хорошо. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. Ну вот. Добрый вечер. Я представитель от гаражей «СС-стиль». Значит, в 2011-2012 году в центре города строился двухэтажный комплекс гаражей. Люди выкладывали деньги. В 2011-2012 году покупали. Значит, разрешение на строительство было, земля в собственности была, все договора прошли государственную регистрацию, но ничего не построили и ничего не начинали строить. Значит, прокуратура не нашла состава преступления, АБЭП не нашли состава преступления. Значит, Минустрой в 2013 году проводили проверку совместно с прокуратурой, нашли нецелевое использование денег. То есть сейчас мы без денег, без ничего, у нас ничего нету. Вот как нам решить этот вопрос? Минстрой, так как это гаражи, значит, мы никуда не подпадаем. То есть для прокуратуры мы не потерпевшие, то есть для Минстроя мы не обманутые дольщики. А кто мы тогда вообще? Вот нам что делать? Помогите нам вот этот вопрос решить. Не-не, мы разговаривали как раз сегодня по поводу гаражей. Я понимаю, что это ваша еще одна специфика, чисто ваша узкая региональная. Да, у нас 8 месяцев зима, да, грубо говоря. Да, я понимаю. Поэтому я думаю, что быть вам нужно, мы сегодня как раз и с Сергеем Павловичем разговаривали на эту тему, нужно масштаб проблемы понять, озвучить его в цифрах, и чтобы это доложили, собственно, руководители республики, чтобы у людей была эта информация. То есть, ну, сколько чего, сколько граждан. Ну, потому что на федеральном уровне ты это не отрегулируешь, ну, вашу узкую региональную специфику. А там, знаете, по поводу уголовные дела, состав, не состав, я так понимаю, там, наверное, и сроки-то уже вышли, да? Если это с 11-го. Ну, в общем, не суть. Вопрос в том, что заведут уголовное дело или нет, гараж у вас от этого не появится. Так в том-то и дело. Поэтому этот вопрос вообще можно в сторону отодвинуть и на него даже внимания не обращать. Вот. А если по конструктиву, то вам нужно все-таки с ребятами, мне кажется, взаимодействовать на предмет того, чтобы информация сводная была какая-то вот у них, и можно было, ну, понять, сколько денег нужно на достройку, как, чего, то есть, ну, хоть как-то что-то, вот, ну, чтобы это было, можно было эту проблему как-то озвучивать, да, то есть. Не, ну а как вот озвучивать? Собрали 40 миллионов
рублей, да? Ничего не построили, а как ее озвучивать? Прокуратура пишет, что типа, значит, я вам просто объясняю ситуацию. Гаражи были в центре города, вокруг, внутри двора, значит, вот эти дома строил этот же самый застройщик. Значит, прокуратура отвечает, что типа он эти деньги с гаражей, так как вот мы все живем в этом доме, грубо говоря, впустил в застройку этого дома. Но так от того, что он пустил в застройку, у нас гаражи же не появились. Это первый момент. Вот как нам вот решать это? Не, вы, извините, а вас как обращаться могу к вам? Алексей, ну обращайся. Да, Алексей. Смотрите, давайте я все-таки оценку действиям прокуратуры не буду давать, ну, потому что я, в принципе, и не вправе этого делать, да, как бы, вот, и, по сути, у нас прокуратура все-таки надзорный орган, да, за соблюдением, да, в сфере права. Поэтому я вам еще раз говорю, вот то, что там оценила прокуратура, не оценила, вы сейчас говорите, что факт нецелевого установили все-таки в итоге, да? Да, документы вот. есть. Гараж-то не появился. Нет. Ну, а нам нужно, чтобы гараж появился, правильно? Да. Ну вот давайте мы тогда будем все-таки в этом направлении думать. А как, я не знаю. Я вот сегодня приехал, узнал, что есть у вас такая проблема, и что для вас это острый вопрос такой социальный. Ну, не знаю, давайте будем что-то с этим вопросом думать, смотреть, пытаться разобраться. У меня готового решения нет. Если бы я был, я бы, наверное, уже где-нибудь это... А второй вопрос, вот смотрите, так как мы, грубо говоря, являлись еще и обманутыми дольщиками вот этого дома, который строился, да, с нас еще собирали доп. Взносы, хотя по договору мы 100% оплатили. Тогда мы что, еще можем вернуть деньги, которые доп. Взнос мы заплатили? Получается, этот дом достраивала республика, и со всех дольщиков собирали дополнительные взносы. То есть нас, получается, смотрите, обманули по гаражам, ничего не построили, с нас собрали деньги, дополнительный взнос по домам, по дому, который строил застройщик. То есть, а мы можем сейчас еще и вернуть эти деньги с учетом индексации? Потому что это тоже большая сумма, получается, с нас собирают. Давайте, вот смотрите, вы вопрос ставите, который все-таки лежит, опять-таки, в такой очень тонкой, ну, плоскости юридической, которую лучше завтра юристам, да, адресовать, прям, которые вам предметно могут ответить. Это с одной стороны. Со второй стороны, я могу сказать, что я ваш, как бы, вот, ну, как гражданина, я вас понимаю. Но давайте исходить из того, что надо смотреть документы, как и на основании чего вас достраивали, и какие средства туда привлекались. И я думаю, что процедура выглядела следующим образом. Когда зашли на достройку объектов, приняли решение его достраивать, просчитали необходимую стоимость по достройке, и эту часть, соответственно, как бы разделили, потому что республика вряд ли привлекала свои средства. По сути, как бы республика, скорее всего, выступила оператором. Я не знаю, Наталья Гавриловна, вы в курсе вот это? Да. Действительно, шла процедура банкротства. Как раз вот представитель «Строймонтаж» 2002 был, который действительно их привлекали для того, чтобы достроить дом. И, естественно, вот, и дочки тоже участвовали в достройке дома, именно финансирование части. Но такая процедура, она есть, она применяется повсеместно. Здесь это добровольный выбор. Я так думаю, что все-таки понятно, что как бы насколько он добровольный. Типа хочешь жилье, платишь, да, условно, но это хоть какой-то механизм. Ну, вот, а если не секрет, сколько заплатили в процентном соотношении? В процентном соотношении дополнительный взнос? Да. Дополнительный взнос 600 тысяч заплатили. Нет, я имею в виду, ну, квартира сколько стоила? Ну, по тем временам где-то около 3 миллионов, где-то так. Ну, то есть 20% где-то. Ну да, так получается. Ну, вот я думаю, что как бы с точки зрения итогового результата положительного, что вы в своем жилье хотя бы живете, это не самый плохой инструмент был. Вот. То есть гаражей не построили, значит, по договору... Про гаражи, смотрите, я вам еще раз сказал, да, Алексей, про гаражи давайте уточним. Я сегодня услышал про эту проблему. Давайте уточним, что и как можно сделать. Это первый момент. То, что касается вот то, что с вас взяли доплату, я еще раз говорю, вот смотрите, давайте мы сейчас вместе с вам будут сейчас сопереживать люди, которые просто платят ипотеку за воздух и снимают жилье. Ну вот если бы вы это время, с вас эти 20% бы не взяли, а вы просто бы снимали жилье, вот эти еще пару лет, пока ваш дом бы не построился, вы потеряли бы гораздо больше, чем эти 600 тысяч. Я, в принципе, и снимал.
То есть я Нет, я имею в виду, деньги. что если бы вас не достроили бы, да, не привлекли бы ваши деньги и не достроили, вы бы еще несколько лет жили в съемном жилье, вы все равно потеряли бы больше денег. Я к тому, что итоговый результат, я не говорю о том, что справедливо это или несправедливо, и таких оценок я не даю. Вот заметьте, да, вы сейчас ждете от меня, что я скажу, это несправедливо, или то, что я говорю, что неплохо, хорошо, Нет, что у вас... Что делать? Ну, Возможно ли вернуть деньги? Я не Смотрите, говорю, что- вернуть, я думаю, что точно нет. У вас было доп. Соглашение, скорее всего, заключено, и по этому доп. Соглашению все условия были выполнены. Раз ваш дом введен в эксплуатацию, вы там живете. То, что, это вот первый вопрос. То, что касается гаражей, я еще раз говорю, нужно разобраться, на мой взгляд, и посмотреть, потому что, ну, у вас такая специфика в регионе, что да, ну, вот, ну, как бы для вас это проблему, ну, да, как бы составляет. Ну, в Москве там как-нибудь народ переживет, наверное, без гаражей. Ну, вот, то есть здесь есть момент. Это первая история. Вторая история, то, что, видите, сейчас мы отрегулировали, что если по договорам ДДУ можешь претендовать на гаражи, машины, места там, и так далее, если они были включены в договор ДДУ. Вот. Но это уже к действующей, к тем вот случаям, когда сейчас это падает, вот, собственно, банкротится. Поэтому тут вот, ну, вряд ли, что вы туда бы попали бы как-то. Потому что брать-то нечего, условно. Ну, то есть, получается, сейчас идет уже к тому, что нас в ФЗ внесут, да? У кого нежилые? Нет, смотрите, по нежилым точно нет. Нежилые внесли до 7 квадратов, и нежилые внесли машины, места и парковки. Почему? Потому что довольно большое количество застройщиков стало включать их в договора ДДУ, и было как бы, ну, несправедливо, когда человек получал право в этом доме на квартиру, да, но при этом, соответственно, как бы, ну, и его же гараж, за который он уже заплатил, там, допустим, в центральном регионе там, он мог там 1 2 3 стоить, и ему же еще раз предлагают по сходной цене купить. Но это было неправильно, поэтому это отрегулировали. Но, к сожалению, позиции сейчас пока нету по остальным там нежилым помещениям большей площади и нового назначения. Вот. Поэтому как бы, ну, мне трудно вам сказать. Мы же не хотим популизмом заниматься. Дайте посмотреть, дайте разобраться. Ну, вот, ну, не дождитесь от меня другого ответа сегодня. Ну все, я понял, спасибо. Да, Алексей, спасибо вам. Леш, работаем, в общем. Потом подойдете во вторник. Вопросов больше нет. Ага. Завершаем работу пресс-конференции. Всем большое спасибо. Предстоит большая работа до октября месяца. Наталья Гавриловна, тоже я вам предлагаю, да, утром, вечером заходите в нашу общественную приемную. Там работает достаточно ритмично, можно сказать. НКО «Квадрат», НКО «Квадрат» и общественная приемная. Все народные депутаты готовы работать. В целом-то мы положительно принимаем Наталью Гавриловну и министра. Реально нашему региону с этими чиновниками повезло. Были конфликты в начале, Спасибо, но Шамилю сегодня, да, с удовольствием Чигалиевичу общаемся. еще раз. И, ну, давайте, до следующей встречи. Не, ну, огромное спасибо Елене Христофоровне. На самом деле, да, народный депутат. Вся эта работа ведется благодаря Голомареву Елене Христофоровне.